Это было быстро, без боли. Дальше есть Ливан Кёльн 2016, СК Ликвид. СК выиграли. Это был еще второй подряд. Да. После этого Астралис выиграли вот как раз свой первый мейджор. И лиг мейджор Атланта 2017. После этого Гамбит в финале против Immortals, друзья. Ну и, конечно же, вы помните Cloud9 в финале против Фейс. Ну а мы продолжаем просмотр матча. Девайсы, Simple, Авик. Ну, парни, 9-6, пистолеты. 13-й раунд. И поехали. 13-й раунд, а у вас даже конь не валялся. Пора уже собраться. Ух, тяжко, конечно, против Астралис на карте Нюк. Но надо... пытаются. Ты знаешь, меня больше удивляют датчане. Вот они отыграли, ну, нормальную такую базу, показали того, что они делают на этой карте, но по-прежнему им есть чем удивлять своих соперников. Они по-прежнему максимально непредсказуемы. У Девайса уже... И кроме как премка от Габина, у меня здесь уже нет никаких вопросов. Смотри, 14 650. Девайс уже думает о том, как ему дать дроп и потратить эти лишние деньги. Потому что опять уже даже не передропал. Проход по улице в очередной раз организует датская команда. Звено из 3 игроков, одного подсаживают. Мы видели буквально раунда 2-3 назад такую же схему. С каждым раундом Нави все жестче и жестче сжимаются в комок, там где-то на плентах, и их не видно вообще на карте. Ну смотри, они пытались сейчас смотреть улицу, опять же, под информацию электроника. Тут даже смоков нет, никого из защиты. Никто с девятки не вышел, никто не вышел из окна. Да, разобрались с Флейми, электроник слышит перетяжку на Секрет. И вот сейчас очень важный момент, Simple здесь на 100% готов драться, и надо здесь не пропускать. Ну, против него сейчас попробуют разыграть с гранатами, скорее всего. Уже против двух позиций работает Александр, и вот она микрострейф он делал в момент, когда стрелял. Так бы был вообще отличный размен. Плюс Молик хороший здесь. Мэджикс продолжает куражиться на соперниках. Минус от девайса по Дани, Зевсу, Электроник 1 в 3. И мы понимаем, тут даже диффузов нет, Молик и Хаешка. Электроник может сейчас удивить, но он не знает об игроке на балке. Хорош! Воу-воу-воу! Это же Электроник, он готов прямо так, развод на дефьюз. Девайс, да ладно, девайс не нервничает. Все, девайс, я дефужу, говорит. Девайс, неужели ворвется в дым? 97 хп, Электроник. Ну это на мужика! Просто красавчик. Это раздефьюзил мужчина, друзья. Выстрел мужчины делает этот раунд, еще и забирает девайса. Ну, это, конечно, момент не без удачи сыгранный, но как держался Электроник, понимая опасность своего соперника. Игорь, вот тоже смотрел вчера демки, опять же, Ликвид против Астралис. Помнишь, сколько матчей Ликвид, точнее, сколько раундов выиграли с пистолетами? Это единственное, что они там тащили. 3 или 4 форса. А Ликвид это всегда так было. Вспомни, когда они играли на мажоре, и у них не было 5-го игрока, им пришлось играть вместе с Зювсом, со своим тренером. И все боялись только их пистолетов, особенно Зювса, потому что тренер с пистолета попадал намного круче, чем с любого другого оружия. Так, Миша Кейн, ну что, нужно давать советы ребятам, как тащить дальше. Что это такое там проехало на базе Б из Казани по команде Астралис? Что это было? Так, взяли паузу моментально Астралис после этого, там, ну, немножечко решили, видимо, успокоиться. Или... Не, ну их переиграл один человек. Посмотри, какую они ситуацию отдали здесь. Просто как бы пауза не нужна, наверное, вот для этого момента. Я тут с Мэджиской немножко сейчас был в шоке, как он сыграл красиво. Так вот, видимо, Зоник что-то готовит с парнями интересное сейчас. Для чего понадобилась пауза? Видимо, все-таки вспомнить какой-то конкретный раунд, то, что сейчас могут сделать Нави. Ну и давайте посмотрим. Опять же, подготовка Астралис — это что-то с чем-то. Как они разбирают игру соперника, как они потом в каждом матче пытаются контрить. Ну, а это больше, наверное, будет отображаться на следующей карте. Пока это карта команды Астралис. Опа! Не АБЦ момент первый, второго надо же было как-то его, ой-ой-ой. Ну, в итоге Мэджикс отстрелил Электроника, и сейчас ребятам вот из команды Нави немного напряжно будет стоять на пленте, потому что есть такая тема, как заход с 3 сторон, но его можно избежать, и Флейми это делает. Мэджикс немножечко опоздал, его было слышно. Флейми очень легко перевелся на главку, дал минус 2 в 2 ситуацию. Дюпри уже на точке Б ставит бомбу. А где Флейми? Simple, давайте Пока смотреть. была попытка напрячь позицию А-плента, эти два молодых человека совершенно спокойно двигались по радио, топая, и перемещались на базу Б. Выход с вилки, ну не самая простая бомба сейчас для команды Нави. Так, ребят, у Девайса есть Авик, Молотов у Дюпри. Ну, вот что сейчас Флейми делает, потому что Simple явно байтит, а вот что делает Флейми, вот это интересней. Есть смог, кстати, у Флейми. Если что пригодится, диффузы у Симпла, значит ему, видимо, придется работать. Девайс! Не придется. Все, выключили Симпла. Ну и попытка задефать бомбу в очередной раз. Ну тут Флейми, скорее всего, да, найдут. Просто найдут, знают датчане, как она стоит. В итоге 10-4 в первой половине, ну и комфортного счета Нави точно не получит, об этом мы уже знали. Но забрать последний надо. Черт возьми, как они классно играют карту Нюк за атаку, друзья. Вот это, конечно, шедевр игра Астралис, но посмотрим, что будет во второй половине. Ну и, конечно, ждем
карту Натус Винсера. Но опять же, Игорь только что напоминал эти счета, которые были в Кёльне. Да, хороший в хлам матч на нюке от Астралиса. Да, был в хлам, остальные 16-13. И там есть Мапуля, у нас карта Инферно. Я, конечно, очень рассчитываю, что мы все три увидим, потому что, когда играет все-таки первое и второе место в мире, хочется немного, знаете, побольше этого экшена. И я вообще за БО5 гранд-финалы. Ну что ж, друзья, если у нас один финал в отдельный день, то почему бы не Best of 5 сделать? Ну, в принципе... Можно даже Best of 7 сразу делать. Можно даже еще офис добавить, знаешь, карта по фану. На 100 тысяч долларов. Ацтек. Или Ацтек. Вот, Ацтек, кстати, хорошая карта. Подработать ее, и можно в матчмейкинг вводить, смотреть, что будет. Итак, у нас очередная атака по улице от команды Астралис. Есть врыв на 9. Ну, мы уже видим, да, что Дюпри сейчас очень быстро оказывается. С шифтом все делает. Его тиммейты также прошли ангар, Секрет, 2 человека на инсайде. И на ситуации 5 в 4 команда из Датского королевства попробует оформить заход на базу А. Привет, Эдвард. Привет, Флейми. Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемый Дюпри. Электронику может прилететь. Оу, как классно. Электроник сейчас ворвется, но правда 1 в 3, знает и девятки, забирает 1 в 2. А где бомба? Бомба лежит на аутсайде. Но это шанс на самом деле, но его здесь уже со всех сторон забрали. В итоге 11-4. Друзья, это самая безупречная первая половина для Астралис. И по-другому я назвать это не могу. Они реально пытаются сразу выключить Натус Винсер из этой игры. Ну вот, видите, не было игрока на аутсайде, и чем это закончилось. Электроник, конечно, пытается, старается, видно, но пока команда не клеится. Пока команда не клеится, и здесь уже вопросы к команде Нави. Не то, что плохие вопросы, а вопрос вообще, что они сейчас будут делать за атаку. Если честно, это вопросы к тебе. Что они будут делать за атаку, а не ко мне? Ну, я сейчас расскажу, но я не знаю, что они будут делать за атаку, потому что я только что удивился этой защите. Каждый раз все хуже и хуже получается. Лучше бы как-то, по-моему, по дефолтику подкатали эту защиту, и, не знаю, мне кажется, получилось. Очень они боялись Астралис. Очень сильно боялись Астралис. Они просто зажались по плентам, отдали все пространство. И теперь нужно это все забыть. Все, парни, счет на табло. Вы понимаете, что выиграть можно только такой же атакой. И, значит, нужно просто идти и делать свою работу. Раскидка от плента. Симпл! Ну, это P250. Здесь все как надо. И выход на базу. Хаешка, да, еще сверху, по-моему? Ну, да, хаешка была на будку. В итоге Нави, ну, неплохо. Одного опорника они, в принципе, снесли. Но они стали выходить, упали в винты. Теперь будет попытка установить бомбу, отыграть ее на Б. Но все выглядит как-то очень зажато. И посмотри, какая дисциплина у датчан. Они не лезут, пока они не будут понимать ситуацию. И первое их решение — это выйти с секрета и, ну, как минимум, наверное, дойти до аквариума. Но здесь просто вся команда Нави. И вот такая вот встреча. Хороший пуш, хорошие размены. Ну и по ходу пистолетка сейчас может зайти ребятам, если с Гзипниксом справится. 1-4 дал минус против 3 соперников. У Электроника 7. Проверяет Эдварда, но получает хедшот. Ну, и езжешь. Тут слишком что-то нереальное должно было произойти, чтобы игроки команды Астралис вытягивали в этой пистолетке. Классный раунд, кстати. Вот обратите внимание, выход через свой же дым. И вот там и ХЕ сверху залетела, еще и Симпл по лицу дал. Ну, то есть на 100% знали, что здесь на краю будки будет сидеть игрок. По первой половине еще было видно, что они смотрели демки. Они понимают, что... Вот по первой половине было видно, они не хотят играть улицу контактно, потому что они понимают, что там девайс, там Дюпри, там это бешеная парочка. Ну, важно, Саша Симпл есть. Да, но... Я в этом, значит, всегда, когда Саша не дает с кем-то стреляться с авика, я вообще не понимаю. Вспоминаю те времена, когда он вообще не был снайпером в команде. Думал, да, что это вообще я происходит. Я тоже эти времена помню. Для чего это сделано? Там, вон, кстати, кто не знает, есть запись до сих пор Аимки у нас на YouTube-канале КСЛ ТВ. Там где-то 1 000 000 просмотров. Там ее посмотрите, там еще Симпла не слишком знали. Давайте позиции Астралис посмотрим. Тут то, что проходит атаку, все понятно. 5 игроков. А вот как их принимают, это вот жесть! Так вот, да. Это те самые датчане, которые эту карту чувствуют. Ну, я не знаю, они вот на ней как муравей в муравейнике. То есть знают каждый ход, каждый тайминг, каждую секунду. Ох, Эдварду повезло, то, что начал Гзипникс только что раньше стрелять. Но все равно его забирает Глейв. Если честно, там, конечно, Дюпри немного ошибся. Туда же. О, ну это уже это залет. Все. Это бимба, да. Это бимба замедленного действия, которая только что сработала. И датская команда на форс-раунде, ну, не знаю, выравнивает просто доминация. Ситуацию во второй половине, да. И, по идее, это кнопка отмен для Нави. Очень круто играют ребята из команды Астралис. Ну просто Нави 5 пошли вниз. И там вся команда просто ждет с зэшками и катит из-за каждого угла. Знаешь, какой-то
конкретной цели в действиях Нави мы не увидели. Они вроде вышли в секрет, но никто ничего никуда не кидает. Все что-то стреляются, стрейфятся. Просто хотели, да, выйти и хотели просто видимо, стрельбой пройти. выйти, да, стрельбой пройтись, поставить бомбу. Ну, лучше бы пару моликов там флешек применили. Датчане играли не в соло, у них там было звено, которое было готово к этому. Да еще там Дюпри еще дал шансы лишние. Он мог там не пытаться подобрать девайс, а просто отойти назад, перезарядиться, еще бы не умер, вообще было бы практически в хлам. Ну и так все плохо. Нави взяли пистолетку, но и не выдержали форс команды Астралис. Давайте посмотрим, за их форсом, чем ответят, да, ну, парни. у них теперь тоже форс, и попытка сейчас будет сыграть аутсайд. Ну, попытаются потянуть время на улице, чтобы рваные тайминги получились. Это дает как никогда шансы на... Simple в соло попытался только что отстрелить будку, потому что все остальные не готовы. Оу! Второго надо! Ну, вот как поставил, шикарно. Ну, заберите вы на улице девайса. Все, забрали девайса, и есть 2 автомата. Ситуация 4 в 2. Нави разрулили. Они по факту вылезают сейчас из колодца и говорят нам всем привет. Бомба проходит на низ. Вот это очень важный минус. Все, да. все. Теперь уже намного проще. Да, где бы ни был Мэджиск, это уже не важно. Количество здесь уже точно перейдет в качество при любой попытке агрессии. Да есть же от игрока защиты. И Мэджиск, посмотри, хочет идти тащить на Б. На шифте возвращается обратно. А здесь в девятке уже Эдвард говорит ему: следующий раунд. Мы не будем ошибаться. 6-12. Борьба продолжается. У Нави есть деньги, друзья. Вот тут видно, что Нави не сдаются, понимая, как играет соперник. Знаешь, есть еще такой момент. Вот иногда команда, которая садится играть, официальный матч на турнире, я не говорю там именно гранд-финал, мандраж и все такое. Я говорю про то, что иногда такое бывает, что ты вот не совсем разыгранный садишься. Вроде ты разыгрывался, но вот у тебя что-то тут не идет, там не идет. Ну, хорошо, что это карта соперника. Я думаю, что вот у Нави, у некоторых игроков сейчас эта ситуация как бы прослеживается, да. Мы это видим. Им нужно время. Если честно, мне кажется, план на защиту был не тот. И немножечко... План, знаешь, какой был план за защиту? Боялись, это казалось. Как мужик из того видео. У вас была какая-то тактика, да? У нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. И вовремя не остановились. К сожалению, не пошли там рубиться, останавливать улицу, пытаться поджать соперника. Потому что мы видим, что очень разнообразно, интересно играет Астралис. Рвут ритм, могут быстро, могут медленно, могут по дефолту, могут вообще как-то нестандартно. И, конечно же, нужно как можно больше инфы собирать на карте Нюк, чтобы останавливать такую атаку. У нас неужели аркада рамп? Нет, просто молики, гранаты, Зипник с 18 хп. Неплохо, неплохо. Неплохое начало, да, сразу с агрессии решили начать. Ну, чтобы не перебирать, решили затормозиться. В ответ прилетел дым. И теперь холд на инсайде. Один человек ждет аркаду по улице. Кстати, датская команда, несмотря на то, что понимает, что на улице частенько можно кого-то подловить, они решили не играть каких-то там абузов. Они расположились очень на закрытых. Так. Да, весьма на закрытых позициях. Нави зашли под 0. Там, возможно, думали зайти на точку А. Что-то им не понравилось. Все, раскидка улицы. Ну, просто улица — это еще единственное пространство, на которое они не смогли попасть. Так, и в ответ дымочек за красный все-таки прилетел. Ага, ну окей. Ну вот, если датчане дадут возможность постреляться мы видим, что Нави на улице, то для Нави это определенно плюс. Им лучше сейчас на дальних дистанциях играть на реализацию своего оружия. Скорее всего, Нави в аплен пойдут, потому что уже снизу получили. Возможно, желания сейчас нет второй раз точно так же отлететь от ЦЗшек. И, возможно, это ошибка. Их, по-моему, Астралис с аплента сейчас и будут принимать. Но давайте посмотрим, что на самом-то деле произойдет. У нас есть Глейв за ящиком. Вниз уже прошел один из игроков Нави. Возможно, вернется. Второй. Глейв, кстати, четко детектит вот эти всему. Он в нужный момент должен будет вот сейчас открыться. Да, он слышал. Он открылся, проверил, точно знает, что в мейне никого. И теперь датчане знают, куда идет команда Нави. Вся команда Нави, кроме номера 5. Это Зевс. А успеют ли сместиться? Давайте посмотрим. Зипникс есть на точке. Трое сверху. Падает один вентиль, второй. Там всех электроник просто. Нет, здесь без шансов. Минус от Эдварда. Собирает, ребят. А где девайс дал минус? Вот это очень опасно. Девайсы нужно забирать на вилке. И в итоге Глейв 1 в 3. Да, Глейв последний. Глейв последний. Что никуда? Что? Бомбу не поставили. Лол. Они не успели поставить бомбу? Они не поставили бомбу. Я просто не знаю, что за нюк происходит уже. Один раз ее не раздиффузили. Подождите, покажите. Они не поставили. Есть повтор? Да, все. Я сейчас... Я слушал тебя и думаю, что раунд... Я тоже думал, что раунд закончен. Слушай, команда Нави сейчас выключила 180 тысяч людей на нашей с тобой трансляции после этого эпизода. Но я не знаю. И датчане берут тактическую паузу. Да, уже просто решил Зоник закончить эту встречу и добить своих. Там же и время было на заход, и у вас численное преимущество. А можно повтор там последних секунд раунда? Мистер Плешаков. Кто этот герой, который забыл, что он с бомбой?
И где она была? Вообще мы даже сейчас в этот момент, в принципе, про эту ситуацию с Игорем особо и... Огромное спасибо, друзья, зрителям, которые в Твиттер пишут. Ну, там написали просто по теме с дефузом у Флейме, что происходило. Давай, рассказывай. Вот. Но не с бомбой. Это не с бомбой. Ждем. Если кто-то сейчас ответит в Твиттере, что с дефузом у Флейме, расскажи. Ну, сколько он не успел. Там где-то секунда целая была. Целая секунда. Да, мы думали, что было очень близко. Но опять же, вот у нас еще такая ситуация в плане звука. Ребят, немного непонятно, если честно. Я не совсем четко слышу все шаги. Да, мы с Игорем все старые дергания. воины, нам легче самим находиться в игре и там дополнительно что-то проверять. Мне бы просто рядом микшер, который можно туда-сюда. А пока что у нас очередная попытка прохода по улице от Электроника, и его команда должна его поддержать в этом нелегком деле. Все это организовано через старую скалу. Ну, сейчас это можно назвать... Как это назвать? Бочка? Что это? Это какая-то, я не знаю, это заправка с ядерным топливом. Я не знаю, давай ее так называть. Скала, она была всю жизнь скала. Ну да, скала была всю жизнь. Ну что ж, мы видим, что обсудили Астралис, друзья. Это все-таки Крокодил, XM, Дюпри с шотганом, 2 М-ки, Фамас, АВП и Девайс. И пока что мы видим, ну, чисто выход на рампу всем составом практически от Нави, Электроника. Ой, как легко его было сейчас минуснуть, как оказалось, для Гзипникса. Да, он просто уходит вниз. Вот нам ключевой минус в прошлом раунде не показали. Там Девайс, оказывается, выбил бомбу. Кэрри, да, он выбил бомбу и, в общем-то, выбил ее в том тайминге, когда нельзя было прощать любую вылазку со стороны оппонента. Так, есть размен на вилке. Про бомбу информация также проходит у датской команды, но Нави не торопится. Через Зевса попробует сейчас разыграть. Он готовит опору для установки. Он слышал дверь, но не понял, что эта дверь была с аквариума. И вместе с Эдвардом им нужно сейчас... Ну, надо здесь забирать на самом-то деле. Надо забирать Дюпри. Если не заберут Дюпри, это будет феноменальная фиаско. А Дюпри у нас... Он смотрит на Зевса. О-ла-ла-ла. И Дюпри. Слышал Зевс? Слышал? Дюпри! Забирает Зевса. 3-2. Это же тут калаш Дюпри, 10-14. Ну, Эдвард на вилке. Позиция не самая приятная для того. Есть молик. А есть диффузы? Кстати, подобранных нет. Пока что мы не видим. Ну, диффузов нету, поэтому датчане понимают, что сейчас надо торопиться, но особо сильно... Может быть, где-то на пленте, друзья. Но сейчас посмотрим. Симпл, Эдвард. Очень нужно сейчас хедшот от Саши. Симпл еще чуть-чуть. Ой-ой-ой, нажать! Эдвард, ой-ой-ой. Как же Эдвард. Ну, вот Эдвард отдался с вилки. Ты вилку там кинул Молотов? Он Молотов кинул не на плент, а на вилку, чтобы его, видимо, слева не забрали, а должен был кидать на плент. Ты видел, ну, очередная ситуация, где можно было потянуть время, была не доиграна команда. Где-то секунды не хватило. Вот где-то секунды не хватило, чтобы сейчас выиграть раунд. Вот. Это повтор, да? Да-да-да, повтор того момента. Флейми ставит бомбу. И раунд заканчивается. И раунд заканчивается не в ее пользу. Там чуть раньше, да. Ну, анлака, это анлака. Друзья, 14-6, знаете, я думаю, все слова, наши попытки как-то поболеть за Нави, они здесь уже излишни, потому что мы видим здесь команду, которая, как рыба в воде на карте Денюк, и команду, которая на карте Денюк пока пытается понять. Поэтому мы еще в Кёльне говорили, в чем что их пора, сила на этой карте. Может, стоит кэш попробовать, даже без подготовки, и то может получше пройти. Так, ну что, Глейв минус Эдвард и Флейм. Ну, нужно здесь сжечь напалмом, и он убивает девятку. Забрал девайса. 3-4 размен. Нормально, 3-4 можно сыграть. Обратите внимание на бомбу. Даня сбросил. Вот, пошел, куда? Ну, пытался выпрыгнуть с дыма, чтобы занять позицию на информацию. Можно разменять, но 1 в 4 в таком моменте никто из датских игроков даже и лезть на микропиксель не подумает. Я думал, там какую-то флешку там или гранату ребята придумали, чтобы вместе с Зевсом запустить. Это фишка Нави. Вот матч тоже с Астралис на Инферно. В основном этапе. Там Симпл тоже, он увидел дым в библиотеке и ворвался в него. Здесь Зевс здесь просто тренируется пока что. В карте Инферно готовится. Да, ну это же рампа, куда тут врываться. Он слышал просто Гзипникса, возможно, думал, что он поджал, но немножечко по позиции. Все-таки игрок был команды Астралис немножечко в другом месте. Саша Симпл в соло, 15 раунд для Астралис. Куча мап-поинтов, ну и по ходу реален счет 16-6 на первой карте. Но ничего страшного для Нави не произошло. Это не их карта. Все мы понимали расклад. Это защита, которая не получилась у Нави. И, конечно же, здесь теперь нужно очень сильно думать о своей карте Overpass. Потому что, мы помним, последний раз было 16-13. Нервно, напряженно. И, в принципе, тут уже Астралис тоже могут привыкнуть к этим раундам, как в защите, как и в атаке от Нави. И, конечно, хорошо их разобрать по полочкам, остановить эти поджимы. Ну, ладно, об этом будем уже говорить на следующей карте. Возможно, что-то еще
будет на карте Нюк. Ну, по крайней мере, 3D-Glad, Слэшка и Калаш сейчас. Датчане на самом деле показывают, что такое профессионал на своей карте. Вот и все. И мы на самом деле ожидали такого развития событий. Да, но... Я, конечно, верил как бы в то, что там по-любому ребята из Нави изучали игру своего соперника, понимают, как там построена схема. Но мы видим, в каких микромоментах вытягивают датчане, как они чувствуют позиции соперника. И самое главное, у них всегда есть полное понимание того, что будет происходить. Что в полуфинале, что в финале. Здесь было, в принципе, уже достаточно, по-моему, одной половины, чтобы понять, кто выиграет карту Нюк. Ну, атаки от Астралис. Знаешь, вот за все время у Астралис всегда был Нюк жесткий. Еще со времен того, когда они выступали под организацией ТСМ вместе с Керригеном. Но в один момент датчан из Астралис на этой карте на Стар-серии жестко наказал как раз-таки их бывший капитан Керриган. Так, а Дюпри что-то кроме вот той, скажем так, движухи, которая была, да, где-то примерно год назад, больше на такой, причем наказали вообще беспощадно, больше на такое никто не решался и не мог. И вот сейчас датчане в очередной раз подтверждают, что Нюк — это их аквариум, они в нем такая большая рыба, и другой рыбы там не будет. Бомба выбита, все. Эдвард 1-5, друзья. Ну что же, поздравляем, Астралис 1-0 в этом финале в пользу датчан. Зоник доволен. Ну и остается сделать один шаг команде Астралис, выиграть карту Оверпас. Какой там идет сейчас в зале разрыв от болельщиков. Они просто рвут свои голосовые связки. Вот девушка, смотрите, уже что-то продает кому-то. Ну, довольны, конечно, да, с такой игрой ребята из датской команды. Довольно Астралис, да. Но у Нави игра не пошла, к сожалению, вообще никак. Красиво сыграли датчане, согласитесь, красиво. Здесь, опять же, другого варианта. Не, мог быть другой вариант, да, но мы видели, с чего начинался этот матч, с чего начинались пистолеты, в конце концов. Как не пошло в первой половине и как датчане перевернули во второй. Вот вроде была маленькая надежда, то, что сейчас Нави будут выигрывать, но тут бомбу не успели поставить. Ну что ж, друзья, готовимся к нашей студии аналитики. Пока что небольшая реклама. И вот послушаем, что думает Петри, Хаос, Тоня вообще по поводу того, вот как защищались Нави, вот как они атаковали. Вот опять же, мне показалось, что они просто боялись Астралис на карте Нюк и сыграли даже хуже, чем обычно. Ну, мне тоже так, если честно. Не показалось. Реклама. Может звонить по всей России. А в Древнюю Русь позвонить можно? В Карачаево-Черкесию можно. Тарифище. Безлимитный интернет и звонки на всех операторов, даже в другие города и в поездках по России. Знакомьтесь, Джимми две куртки. Он носит две куртки. Где угодно и в любую погоду. Новый Акс активируется от тепла тела и обеспечивает сухость, даже если на тебе еще одна куртка. Ладно, пожалуйста. Что-то еще? Нет, спасибо. Ожидайте, пожалуйста. Ну, когда-нибудь сядет телефон.
Эфир через 5, 4, 3, 2, 1. Добрый день, дорогие друзья, это Elite Major. This is the FACEIT Major Trophy. One of a kind, this gem is a dream come true for any major participant. With a body forged from solid plastic, it weighs less than a Ford Fiesta. 0 to 60 vertically in 0.5 seconds. The pinnacle of several months of intense warfare, and only a select few will get their hands on it. Expensive to those who can't afford it, free to those who've earned it. Literally, only 5 people will get their hands on it. Команда Astralis выиграла 18 нюков подряд, и Нави не удалось предотвратить 19-ю победу. Почему? Как это было, сейчас обсудим с нашими дорогими аналитиками. Начинается этот гранд-финал со счета 1-0 в пользу Astralis. Что не получилось у Нави совсем? Говорят наши комментаторы, что Нави действительно немножко боялись Astralis. Вот знаешь, вот боялись Astralis немножко Liquid вчера. А сегодня Нави делали все правильно, особенно в первой половине. То есть, все равно не получится. И это не работает против Astralis. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, может, у Леши получится. Но я, честно, вот видел у Нави мысль, я видел их идею. Я видел, что они выбирали правильные позиции. Я видел, что у них все нормально было в коммуникации. Но, ну, я про первую половину в основном, да, где все решалось. Но, тем не менее, они взяли всего один раунд после вот выигранной пистолетки и 2 следующих, да. И то это благодаря электронику, который взял 1 в 3. Да. И это говорит о том, что у Astralis просто какая-то магия творится в атаке на нюке. Казалось бы, слабая сторона на этой карте, но их там невозможно победить. Леша, у тебя есть ответ на вопрос? Может быть, они не заключили договор с дьяволом? Я не знаю, что происходит на карте нюк. Ну, как будто да. На самом деле, когда, ну, здесь мы видели вообще, думаю, никто, наверное, не будет спорить, в том, что Astralis просто перестреливали абсолютно везде Нави. Абсолютно везде, в любых ситуациях, везде их ожидали и везде попадали. Вот как эту ситуацию можно было бы исправить в стороне Нави, да, мы об этом говорили с Петриком, было бы очень хорошо использовать больше гранат. Реально больше гранат, больше флешек, сбивать вот эту концентрацию, да, игроков, когда они просто, ну, выходят и ждут тебя, да, или выползают и смотрят в одно какое-то место, где ты как раз и сидишь. И это все сбивается гранатами. Тебе необходимо как-то проявить инициативу, да, и в этот момент выйти. А игроки Нави действовали немножко пассивно. Да, они не хотели допускать ошибок, они не хотели делать каких-то лишних движений, но здесь это просто не сработало, потому что ты ждешь Astralis, да, ты стоишь на позиции, игрок Astralis выходит и просто тебя уничтожает. И так на постоянной основе. В какой-то момент Нави правильно поняли, сделали реально классный вывод. Они взяли 2 АВП и начали играть с 2 АВП. Но что происходит? Просто Флейми 2 раза отваливается с этим АВП на рампах, и как бы все, опять же, его просто ждут. Необходимо было сделать, наверное, опять же, побольше чуть гранат. Возможно, хелпу какую-то ему дать, да, все-таки налево, потому что Astralis часто ломали эту точку. Вот, необходимо было, возможно, больше укрепить, опять же, улицу, да, вот та проблема, которая была также в матче против Liquid, ну, у Liquid, точнее, вчера против Astralis. И тогда, ну, там больше флешек, да, опять же, на улицу. Но мы увидели некоторые такие моменты в, по-моему, 2-й или 3-й раунд, когда Нави взяли пистолетные, и потом там, да, накидывали флешки на улицу и под них там вылазили. Вот это нужно было делать на постоянной основе, постоянно. А в итоге получилось, что Astralis как-то диктовали свою игру сопернику, и ничего не получилось. Опять же, вот этот прекрасный момент, да, который мы сейчас смотрим, хайлайт от девайса, да, он красиво поставил, это все понятно, но то, что девайс был здесь, а электроник все время в лонге был, да, вот при выходе уже на улицу, это было слишком уже ожидаемо в какой-то момент. И Astralis реально это понимали и очень просто это все проходили. Возможно, как-то больше разнообразия, больше гранат, и тогда бы игра пошла бы. Вот Электроник ворвался в 5 лучших игроков на этой карте. Мы видели, да, и 1 в 3. Очень красивый момент от него. Старался. Но это единственный игрок, у которого хоть что-то получалось, да, неординарное. То, что вчера Liquid показали, что возможно обыгрывать Astralis благодаря каким-то там феноменальным индивидуальным моментам, вот тут только Electronic был на них сегодня способен. К сожалению, пока остальные лидеры команды Na'Vi не так заметны, там разве что Флейми на пистолетке первый раздал. У Симпла, кстати, впервые в карьере он на мейджоре не набил 10 фрагов за карту. Такого у него раньше не было, ну, надеюсь, что...
На двух других картах Не лучший справиться. момент выбрал для того, чтобы... Но здесь тут дело его не в нем. Да, его здесь осуждать Ну ни в да, коем случае да, нельзя. конечно. Он играл против Астралис на нюке. Ты, кстати, очень правильно сказал, да, по поводу электроника, что, ну вот, он как-то старается делать что-то, кстати, разнообразное. Вот он реально молодец в этом плане. Он понимал, что просто сидеть на этих каких-то дефолтных позициях, ну, не всегда выходит. И он пытался даже где-то чуть-чуть поджать, где-то за красный, где-то еще раз, да, он там даже 2 раза, по-моему, был. Но Астралис его ждали. И ситуация в чем? Необходимо помочь было электронику вот в этих как раз-таки моментах, когда он именно проявлял инициативу. Необходимо было бросить флешку, необходимо было стрельнуть, необходимо было сделать вид, что вас там, не знаю, 2-3, отвлечь немного внимания от него. А в итоге что происходило? Электроник поджимал, просто ребята окружали его и убивали, да, затем красным. Ну, вот такие вот моменты, не хватило их как раз. Мне кажется, что если бы они были, все бы могло быть немного лучше для Нави. Элику вообще не завидую, у него была тяжелейшая игра. В принципе, у Саши Симпла тоже. Вчера Нитро почувствовал, каково это быть снайпером за КТ против Астралис. Сегодня Саша, но тут Ни даже один, не ни знаю, другой что проверку не придумать. прошел. Да. Нам показывают результат в очередной раз на карте Нюк. Что нужно 6 сделать раундов при 2 сейчас? пистолетках. Да, 2 пистолетки взяты. Самое И страшное 16 уже есть. позади, будем надеяться. Мы пережили карту Нюк. Впереди у нас пик, собственно, Нави. Это Оверпас. оверпас. Тут уже все должно быть, ну, более уверенно для рожденных побеждать. Давайте посмотрим на статистику команд на этой карте. Вновь. Позитивная новость, то что в Кёльне, когда Нави и Астралис играли в полуфинале, Астралис тоже выиграли Нюк со счетом 6-16. Но, тем не менее, это не помогло им выиграть БО3. Здесь будет тоже карта Оверпас. Опять-таки, 2 месяца назад в Германии на чемпионате Нави выиграли 16-13. И на этом чемпионате мы тоже видели уже в Лондоне победу 16-10 над Мибор, камбэк в матче против FaZe, еще в рамках групповой стадии. Ну и как бы сейчас, на данный момент, абсолютно понятно, что Нави на Оверпасе себя чувствуют увереннее, ну, просто некуда, и это их, наверное, топ-1 карта, как они как минимум так считают. Пожалуй, не стоит говорить о том, что Нави могут перенервничать, расстроиться после поражения на первой карте. Я думаю, что на этом уровне, в таком матче это уже совсем не актуально, да? Или такое возможно еще, Леш? Но это в любом случае, ты знаешь, ты приходишь с какой-то уверенностью в том, что ты сейчас задашь какой-то бой. Да, и этот бой будет плюс-минус равным, а тебя просто выносят реально с карты вперед ногами. Но это пик был команда Астралис. Вот это вот стоит все-таки принять Нави, принять и понять, да, и простить их в том числе. Отпустить. И забыть, реально забыть об этом. Перейти просто к следующей карте. Но единственный момент, что вот вчера мы в этом матче Астралис против Liquid говорили о том, что, да, после первой карты Нюк, что, мол, то был всего лишь пик Астралис, давайте на Мираже Liquid соберитесь. И их еще жестче наказали. Вот это было реально Но обидно. это были Liquid. Да, они эти уже были Liquid. остались в прошлом. А Нави все-таки побороли очень достойных и сильных соперников на пути к гранд-финалу. И будем надеяться, что здесь такой сценарий невозможен. Нави понимали, с кем они будут играть на первой карте. Они понимали, что Нюк от Астралис — это карта, на победу на которой тяжело рассчитывать. И поэтому, ну, морально они как-то должны были себя изначально готовить к тому, что они могут проиграть эту карту и, может быть, даже без шансов. Поэтому, ну, акцент Нави обязаны были сделать на оверпасе, который они пикнули в этом матче. Ну и надеяться на то, что на Инферно тоже все сложится хорошо. Я думаю, что все еще, ну, шансы еще есть. Но не часто играют команды, да, друг с другом именно карту оверпас. Потому что я смотрю, тут в основном Трейн, Инферно. До оверпасов доходит не всегда. В последнее время. Ну да, скажем так. И тот, который был, он был победным для Нави. Ну да, в Кёльне. И все. Ну, в этом году точно не играли Позитивный между момент собой. мы нашли. Могу еще один позитивный момент Давай. найти. В том самом полуфинале краковском, когда играл Зевс за Гамбит, оверпас пикнули Астралис, но выиграли Гамбит. Тоже что-то значит. Мастер находить позитивные моменты. Даже там, где их нет. Теперь твоя очередь, Леша. Мы справились. Там, где их нет. Так, команда Нави, это оверпас у нее всегда в крови был. Они очень хорошо играют эту карту. Проблема в том, что у Астралис тоже, но в последнее время все равно у Астралис есть определенное преимущество на оверпасе, и они здесь все-таки должны закрывать их. Ну и плюс нам было бы очень приятно посмотреть на Decider, тот самый третий. Астралис еще такую классную стату Нави заруинили. У Нави на протяжении всего ивента была 100% конвертация выигранной пистолетки в выигранный второй раунд. И вот на Нюке после победы на второй пистолетке Астралис выиграли форс. Причем так красиво. Это укрепление нижнего плента. Прям там в длинном встретили Нави. Слушай, ну она довольно классическая. Даже те же Liquid делали то же самое против Астралис. И это тоже, по-моему, сработало, если не ошибаюсь там. Да, и Астралис тоже сегодня очень часто ходили против Эко по улице. И
В общем, это популярное решение, и Астралис прочитали этот момент и приняли правильное решение. Друзья, я напоминаю, что помимо желанной победы команды Na'Vi, наверное, для всех нас еще есть несколько приятных новостей. Во-первых, вы можете выиграть крутой нож, если зайдете в официальный паблик ВКонтакте Omen by HP и примите участие в конкурсе. Заходите, читайте все условия, принимайте участие, выигрывайте ножи. Кто ножи не любит? Все любят. Петрик любит, Леша любит. Всех они есть, у Леши нет. Поэтому заходите, участвуйте в конкурсе. Это еще один приятный бонус к просмотру такого замечательного турнира. Сегодня не день, а праздник просто. Песня. Особенно Нюк был такой праздник. Прям ну так он только начинается, это был разогрев. Ну, там, конечно, в какой-то момент уже Зевс просто понял, да, что это все Simple уже начал. Но я думаю, в тот момент, когда ребята не поставили бомбу просто, это было обидно. Вот это, кстати, да, мы даже не вспомнили этот момент, но это был такой звоночек о том, что Na'Vi, блин, реально растерялись. Да. Они не знают, что делать, даже вот, казалось бы, в таком раунде, да, это был, по-моему, форс, там была одна только муха, только один скаут у игрока девайса был. Все остальные там с пистолетами были, ну, там, с диглом, еще чем-то. И в итоге Na'Vi 25 секунд, они до сих пор на улице и боятся куда-то проходить. Боятся. Они ждали, во-первых, ошибки от соперника. А соперник никуда не вышел. Все, и 5 в 5 ситуация, 25 секунд до конца раунда. Бегите, делайте, что хотите. Так, будем надеяться, что такого не будет на оверпассе. Мы в ожидании старта оверпасса. Решающей картой будет Инферно. Вот как вы думаете, если сейчас Na'Vi одержит все-таки победу на оверпассе, на Инферно мы увидим какую игру? Ну, я уверен, что равную. То есть победа Na'Vi на оверпассе, конечно, поможет им, но не сделает их фаворитом на Инферно. Мы видели матч между этими командами в групповой стадии на этой карте. Все было очень близко, на тоненьком. Тогда Астралис выиграли. И я думаю, что если дело дойдет до Инферно, то мы прямо овертайм и посмотрим обязательно третьей картой финала мейджора. И будет идеально. Сейчас задумалась о том, что вот у нас действительно встретились команды, трудно в это поверить, но одна из них-то из закрытых квалификаций еще к нам пришла. Астралис в прошлом году не смогли получить статус легенды, и в этом году им пришлось за него бороться, и они успешно, в принципе, это сделали. Более чем успешно. Да, длинный путь, но в этом, наверное, никто не сомневался, в том, что они дойдут до этого места и вообще, в принципе, до финала. Поэтому, команда топ-1 мира. И они своей игрой это доказывают и доказывали на протяжении всего чемпионата. Они проиграли только команде Liquid. Раз. NAP они проиграли, да, Мираж, и команде Liquid тоже проиграли. Инферно. Ну и это все. И то там 16... Допы. Да, на допы хобби карты проиграли. В общем... Если сейчас Астралис заберут гранд-финал, то в рейтинге ХЛТВ они наберут такое количество очков, что с ними уже трудно будет бороться кому-то в этом году, наверное. В этом году точно, а вот в следующем уже посмотрим. Ну да, в следующем. Да, ну и у команды Астралис есть два игрока, которые претендуют на звание MVP. Это Дюпри и это Девайс. Они находятся очень близко на 4-м и 5-м месте чемпионата сейчас, хотя после первой карты, возможно, все изменилось. Вот, и будет тоже, кстати, интересно, кому из них отдадут, потому что Дюпри, кстати, не так часто выстреливает вот настолько жестко на чемпионатах. Девайс — это привычно. Он тем более снайпер своей команды, он всегда практически в топе находится на всех чемпионатах, на которых Астралис нормально играет. А вот Дюпри на этом чемпионате просто боженька, он реально карает, и это один из лучших его чемпионатов. Кстати, к ним еще присоединился Magisk. Вот сейчас обновилась статистика. Electronics сейчас является лучшим игроком на турнире. За ним идет Simple, Device, Magisk, Дюпри и Олаф. Ну, то есть еще Magisk стоит тоже отметить, для него это первый финал в карьере, и несмотря на то, что 4 его остальных тиммейта уже выигрывали такой чемпионат, Magisk, придя в начале 2018 года в коллектив, абсолютно внезапно и решафл состоялся в Астралис после последнего мейджора, решил Керби уйти в Норс, да, и Magisk такой, оп, спасибо большое, Керби, я теперь буду играть в топ-1 команде мира. Ну и вот он доказывает, что он не зря здесь. И, в принципе, он тоже, как по мне, претендент на MVP, если, например, сейчас в этом гранд-финале он доведет дело, так сказать, до конца, особенно на Инферно. Magisk — это очень опасный игрок, он там в песках такое творит, что... Конечно, уникальная команда. Действительно, Керби ушел, пришел Magisk, вообще ничего не изменилось. Даже лучше стало, наверное. Да. Притом сразу же, да, мы часто встречаем эти интервью о том, что нам необходимо сыграться, продеть, да, год, два, три. Да, там нашифровать что-то, натренировать. А тут просто приходит Magisk и сразу же, да, там они выигрывают, начинают чемпионаты. Ну, блин, это просто обалденная команда, очень классно за ней наблюдать. И очень интересно. И хотелось бы, чтобы она выиграла второй мейджор в своей карьере, вот в своей истории, точнее. Но не в этот раз. Не этот мейджор. Можно следующий? И то. Ну, посмотрим, конечно. Ну, можно. Слабые места Астралис на оверпассе. Есть ли они? Есть ли какие-то особенности, которые вы заметили?
прошедших матчах. Я за думаю, что Нави цепляться? Я думаю, им необходимо все-таки цепляться за ту самую инициативу в районе банана, в районе фонтана. То есть, если они начнут диктовать свою игру, если Астралис где-то допустят маленькие ошибки вот на этих позициях и Нави все-таки перехватят, да, борозду управления в этой игре, тогда все получится. Если просто Нави будет сидеть, вот сейчас вот будут бояться допустить ошибку, будет сидеть на своих плентах, так как это было, да, на многих позициях на нюке, это закончится очень плачевно для них. Я практически уверен, потому что Астралия сейчас в нереальной форме, в нереальной уверенности. Они все очень жестко попадают, они все очень жестко нашифровали. И ну, зайти на плен для них это сущий пустяк. Слабые места для Астралис, наверное, особенно в атаке на карте Оверпас. Что тут происходит у нас? Неожиданность. Давайте посмотрим видео. AFKers. Friendly flashes. Defusing the bomb. No team play. I'm defusing the bomb. No. Horrible communication. Blocking. No info. Hold up, cover me. Let's roll. Hurry up. Let's go, let's go. Hold up, cover me. Sniper. Got the sniper. I think I heard something. Move it, move it. Got one. Throwing fire. We have one known bad guy. Hold this position, defuse the bomb, and I'll cover you. I'm defusing the bomb. Just one more kill. In the middle. Интересное видео. Я же засмотрелся. Да. То есть это был какой-то анонс, которого мы ждали, или это было просто Мне просто фановое режиссер видео? говорит, приготовьтесь. А я думаю, к чему? Думаю, там сейчас как будет. И как шарахнули мы в эфир, да? А тут мы. Мы готовы. Да, где же тот самый анонс, о котором так все говорят, которого так все ждут? Ну, был тогда логотип Faceit на мобильном телефоне. И что? Это Faceit Major? Это Faceit Major, да? Я думаю, неудивительно. Вот мы и раскрыли Ну, тайну. собственно, да, спасибо. Анонс. Приятный контент, интересно сделано. Спасибо организаторам большое за него. Они именно так, знаешь, указали на самые приятные моменты матчмейкинга и вообще-то игры. Там friendly flashes, потом новые инфо и тому подобное. Ну, реально фаново. Кстати, классно сделали. Да, классная Реально. анимация. Итак, мы возвращаемся к обсуждению все-таки Астралис против команды Нави. В ожидании мы старт второй карты Оверпас. Затянулась, правда, эта пауза немножко. Да, ну и это на пользу Нави. Будет больше времени обсудить, будет больше времени прийти в себя. Как по мне, вот ты спрашивала про слабые места Астралис на Оверпасе. Их очень трудно найти, но как по мне, в атаке эта команда очень любит контролировать как можно большую часть территории. Оставлять иногда даже по одному человеку, который будет контролировать условно воду или, может, там район туалетов, в то время как все остальное звено перетягивается туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И таким образом Астралис, ну, по сути,
контролируя большую часть территории, они могут со стороны КТ выглядеть, как будто они могут выйти в любой момент на любую из точек, и тебе очень тяжело угадать. Поэтому Нави нужно пытаться собирать как можно больше информации, пытаться, может быть, находить вот как раз-таки вот этих одиноких стражников территории, которые как раз-таки контролируют очень много зон на оверпассе. Поэтому здесь Нави своевременные поджимы в середине раундов, мне кажется, это то, что должно работать. Ну, я, конечно, там, не слишком много демок Астралис видел, но мне кажется, это помогло бы. Но тяжело выбивать все равно этих люркеров, если, конечно, определенные закономерности их поведения, да, определить, где они постоянно сидят, и просто под флешечку их убивать, да, это будет реально круто, это будет создавать дискомфорт Астралис, это будет дополнительная информация команде Нави, ну и, возможно, они тогда выиграют оверпасс. Будем надеяться, что не только вы заметили эти слабые стороны, но и весь аналитический, тренерский состав. Нави не впервые играть оверпасс против Астралис, хоть они в этом году не так часто играли, но Зевс миллион раз играл против Глейва, Астралис, и Нави тоже там до этого в онлайне, на других чемпионатах, там год назад, 2 года назад. Они уже очень много оверпассов друг против друга играли и, ну, точно понимают, чего ожидать. Разве что только там какие-то новые фишки, кто-то что-то придумает, это никогда нельзя исключать, тем более в финале мейджора. Астралис хитрецы, кстати, свои гранаты используют абсолютно везде, не знаю, кто мог успеть заметить, да, как они взрывали эту будку, притом взрывали раза, наверное, 3 за игру. И там, ну, конечно, повезло, игроков команды Нави там не оказалось, но это было хитро. И вот сейчас на оверпассе, кстати, я уверен, они будут кидать свои те самые хаешки, которые взрывают, и Нави необходимо тоже готовиться к этому моменту. Необходимо Нави готовиться к этому моменту, а еще им необходима ваша поддержка. Друзья, вы знаете, что все игроки, в принципе, читают соцсети, читают комментарии, и когда эти комментарии носят позитивный характер, то это всегда помогает. Понятное дело, не сейчас, не в данную секунду, но после этого матча, вне зависимости от исхода игры, поддерживайте любимый коллектив, будь то Нави, будь то Астралис, и ни в коем случае не, ну как сказать правильно, ну не обвиняйте их в том или ином поступке. Да, мы слышим очень бодрый такой боевой клич от Астралис. Ребята в хорошем настроении, а как иначе? Да, но Элик тоже улыбался, сидел за компьютером, да, вон он шутит что-то. То есть, да, и Зевс, ну, короче, видно, что, в принципе, они вроде как очухались после своей игры первой и готовы в хорошем расположении духа, да, ко второму матчу. Ну, или карте. Однозначно. А как еще? Но здесь нужно вот очистить свой разум, отпустить все, не думать о том, что это мейджор, да, сесть и представлять, что ты играешь обычную катку вот, заурядную, чтобы не перенервничать. Или нет? Или все-таки нужно как-то по-особенному подходить? Да нет, ребятам нужно просто расслабиться, нужно просто забыть о том, что это финал мейджора, и просто попытаться сыграть свою лучшую игру. Это то, что всегда должно работать. Конечно, нужно понимать, и это получается. Эдвард, по-моему, расслаблен максимально. Да, можно еще больше отвалиться на кресле, посмотреть. Ну, пока есть время, это правильно. Мэджис, кстати, он так особо не выделялся сначала на нюке, там было буквально несколько фрагов. Я думаю, вот хоть один у них там, да, не так играет, да, не тащит. И тут просто он там выходит на ап одного, второго. Ребята, нам нужно передавать слово комментаторам. Мы, я уверена, верим в победу Нави на этой карте. Как минимум, нам хочется посмотреть решающий Инферно. Да, передаем слово нашим комментаторам, Data, Фейслэм. Ну что ж, горячего накала страстей мы с вами избежали на первой карте. Нави, ну, команда Астралис не позволила Нави играть свою игру. И все вот эти вот микромоменты, особенно начиная с момента, где не успели поставить бомбу, закончились для Нави фиаско. Вторая карта, друзья, здесь опять же обе команды сейчас забудут то, что было на первой. Для Астралис ситуация понятна, это нужно понять, что делает Нави на оверпассе. Но Нави на оверпассе сильны. Ну что ж, да, надеемся, что сейчас парни смогут забыть то, что происходило, и действительно отыграть как нужно свою карту и перевести все на третью решающую. Но опять же, очень серьезно настроенный Астралис здесь закончить на 2, и уже есть минус Электроник в третьем раунде. Получает Электроник в ухо при попытке проверить буст, и немножко нестандартно действовали датчане вдвоем, выходя зигзага. Ну и в итоге 5 в 4. Остается 2 дыма еще. В закупке остается 2 дыма и 2 флешки. Получается, Астралис убирают защиту на этой карте. Да. Ну и считают то, что у них сейчас все может пройти. Ух, опасный момент. Сейчас могло залететь по голове Эдварду, но уходит. Эдвард, 73 хп остается. И сложнейшая ситуация 4 в 5. Давайте смотреть на мини-карту за перемещениями. Ну, Эдвард здесь не полезет. Будет дожидаться сейчас тиммейтов. Нави приняли решение точно, что нужно выбивать мидл. А вот датчане, как и упомянул, кстати, наш
наш аналитик Петрик, вот он абсолютно в этом прав, они по-прежнему играют на контроль большей части карты. Вот у них что в защите, что в атаке эта тенденция прослеживается постоянно. Точно так же будут играть и, в принципе, Нави в защите. Их поджим и агрессия на фонтан — это их сильная сторона, но если все-таки это как-то обойти, то, может быть, все пройдет. Дюпри, да как же он тут находит Эдварда? Просто пулечка. Просто пулечка — это минус Эдвард, и пошла перетяжка под плент, увидел Симпла. Саня за фраг уже бьется чисто. П-250 против Юспа, и одни головы, друзья. Это хедшот машины из датского королевства, Зевс последний. И он не хочет здесь получить хедшот, он пытается хоть какой-то минус сделать. Нашел Ксипникса, но дальше этого дела не доходит. Друзья, 1-0, датская команда без шансов берет первый пистолетный раунд. Так, да, Нави отсутствует в этом пистолетном раунде. Друзья, ну вы видели, что вот опять же очень важно за атаку не попасть на эти дальние средние дистанции под юспы, не попадать в какие-то перестрелки 1 на 1 в таких ситуациях, а просто сыграть свою пистолеточку. Но, к сожалению, вот Нави как-то слишком, ну как мне показалось, вольно так расходились здесь. Не, у них был готовый раунд, просто они не дожили до того эпизода, когда они могли реализовать свою задумку. Все пикались, все ходили, смотрели, все стрелялись, и никто не подумал, что в мажоре может от Успа по голове полететь. К сожалению. Ну ждем форс, давай, Симпл, парни, ЦЗ, диглы. Подвал Флейми. 0 игроков под Б. Ну, в подвале сразу же здесь у нас небольшая интрига, но из-за этого Молотова Флейми не слышал то, что игроки защиты покинули опасную зону. А вот 3 человека на воде с базы Б, которые там оказались, кстати, в первые секунды этого раунда, это весьма существенная информация для датчан. Но они забыли проверить подвал, и вновь мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Нави начинают нащупывать первую позицию, которую можно попытаться пройти. Ну и к подвалу все внимание, ведь здесь был первый экшен. Ну, они здесь кого-то ждут, но, в принципе, можно было поверить и быстро пройти. То, что, скорее всего, Астралис не будут вас в упор принимать, когда у вас ЦЗшки в руках, там, там плюс 1 скаут. Модель просто у датчан на этот раунд четкая была. Дюпри кидает молотов, и его тиммейты с Б-планта жмут воду, чтобы помощи игрокам атаки, которые рискнут зайти на воду, не было никакой с подвала. И вот этот момент... Нави все-таки не думали даже играть, но все получилось именно вот так, что они вновь в тупике, вновь на длине неловкая ситуация, минус тут много здоровья у Зевса. Знаешь, Игорь, Астралис больше ожидали вот того, что именно под точку Б попытаются сыграть Нави, там ЦЗшка, мне кажется, поудобнее, а здесь слишком дальняя дистанция, здесь можно опять вот как в пистолетке не дойти до плента. Ну посмотрим, есть Дюпри в упоре, попытка разменять Дюпри, нет, ничем не закончится. Дюпри не разменивается сегодня, Дюпри сегодня играет без размена. Скаут не попадает, это Саша Симпл пытается настрелять по соперникам, точнее не минусует своих врагов. Двое банан уже на заходе на плент. В длину пойдет бомба. Зевс 7 хп, но нет, минус бомба. 20 секунд до конца раунда. Здесь все закончено. 2-0 за командой Астралис. Вопрос, как вот закончит Флейми и Симпл этот раунд. Выбьют ли какие-то девайсы, что-нибудь унесут ли на следующий раунд, либо засейвят. Но, видимо, нет. Это очень простая игра. На форсе Нави для Астралис 2-0. Только один потерянный девайс. Девайсом. Ну и поехали дальше, друзья. В общем-то, девайс, возможно, в этом раунде вообще будет играть с пистолетом, будет готовить АВП на следующий. Так, ну сейчас увидим. Ну что, все хорошо у датской команды действительно складывается. Вот начиная, наверное, с того, какой мы настрой увидели на первой карте. Ребята после паузы решили на второй... Оу-оу-оу! Нави, вот это... Ну, знаете, это твой раунд в зоне риска, когда такое происходит. Ну что же, парни закупились. Надежда на Электроника и Флейми. Посмотрим. Ну, конечно, плюс диглы на всю команду. Ай-яй-яй, ну вот ему реально не хватило той самой пули, а его здоровью не хватило того самого прыжка. Он потерял хп при прыжке. Врыв на монстра. Идеально закрывают датчане, пикая каждую позицию. Нави остаются в меньшинстве. Все, что осталось, это перестроиться и попытаться единой группой атаковать позицию, где может быть тот же Ксипникс. Они на него, в принципе, вышли. Он слышит здесь двух игроков. Но вот что будет, Эдвард? Классный хедшот, плюс один девайс. Да, банка что надо здесь зашла. Но дальше на воду зайти Нави не дадут. Поэтому придется сейчас пытаться всю карту как-то по-быстрому прошустрить, пробежать, проверить. Ну, Зевс. Все, у Нави есть девайсы. Вот. Все подобран МК, подобран калаш. Зевс отлично отыграл сейчас против девайса. Застал его буквально врасплох в душевой. Ну, по таймингу непонятно было здесь девайсу, куда пойдет основная масса игроков. Ну и теперь вторым ударом надо просто добивать выходом на план. Ситуация как никогда лучше складывается. Почему Астралис ситуации 5-3 не отошли? Они же увидели девайсы у соперников. Да просто уйдите в планты. Нет, полезли дальше, наполучали себе сейчас минусов и дали такие классные шансы для Нави. Теперь вот просто собраться и потащить. Единственная проблема — отсутствие арморов. Стиль игры такой. Ну и Зевс там тоже. Там на самом деле умер бы Зевс и все. Это было бы все для Нави. Но вот в итоге... Зевс все-таки сумел здесь правильно
разыграть, вычислил девайса. Ну и теперь момент, можно сказать, истинный. Это финальный выход. Пропуск за машину. Зевс, ай-яй-яй, не добрал по стрельбе. Маджиск его забрал. Второй игрок защиты также в пленте. Это Дюпри. По Дюпри, по-моему, нет инфы, нет. Есть инфа. Симпл очень жестко рубит. И установка бомбы под банан на последних секундах. Да, там уже Глейв, который быстренько промчался с подвала в спину к своим соперникам. И это еще один до боли, можно сказать, отданный раунд от команды Нави. Мэджиск просто красавчик, конечно. Не хватило какого-то фрага. Вот еще одного отдания. Он и так неплохо там продавил. В соло пошел на длину, нашел свой минус. Ну вот еще бы один минус сейчас, и раунд бы брался. Саша Симпл, конечно, постарался, но прочитать так быстро, ну, было бы сложно. 3-0 и Нави с покалеченной экономикой, которую, кстати, сами себе искалечили. Так, это дым, по-моему, на внешний с Ну, обратите внимание, в принципе, экономика Астралис по-прежнему не самая лучшая, но сейчас она может неплохо бустануться. Ну, как, сейчас они уже против пистолетов спокойно должны будут справляться с раундом. Ну, по крайней мере, так должно быть. Здесь уже чуть больше дисциплины в собственные действия вложат игроки датской команды. Девайс убежал с длины. После произошедшего, особенно после произошедшего в прошлом раунде. Там и девайс ошибся, и вообще как-то датчане вяло сыграли. Но, опять же, раунд забрали, можно сказать, на последних секундах. Если бы Симпл ставил внутри плента бомбу, то мог бы потащить. Но там такой тайминг был, что действительно там ты не ждешь ни хелпу, ничего, лишь бы поставить. Ну что ж, друзья, остается дым и флэш у Зевса. И сейчас под этот дым и флэш мы, видимо, будем заходить на точку А. Посмотрите, как становится Дюпри и Девайс. Они решили все-таки поагрессивнее сыграть. Коварно здесь две позиции, обе на размен. Друг друга перекрывают, очень неплохо страхуют. И тут и Дюпри может не прочитаться. Ну, Девайс может просто байтить на себя. Да, Девайс байтит на себя. Дюпри также открылся, но, опять же, опасность ребята из датской команды миновали, отойдя немного поглубже. Да, решили, что лучше не стоит играться здесь пистолетами, когда уже тебя обнаружили. Ну и датчане сейчас, скорее всего, понимают, что Нави просто тянут время. И вот у Нави есть один такой момент. Они сейчас во всем этом нюансе разворачиваются. Про это проходит информация. Мэджиск, изоляция зигзага. И все. Ну, а Монстр прикрывает Гзипник. Он находится на токсике, смотрит в Мэджиску выход, чтобы ему в ухо не залетело. Мэджиск, мы видим, использует смоук. Уже есть игрок в девятке. Молотов на Монстре. 20 секунд до конца раунда. Плотная подготовка плента, чтобы Нави даже не смогли поставить бомбу. В итоге выход оформляется. Ну и неплохой спрей от Типникса. Ну здесь просто не зайти в плент. Без шансов. Да. No Chains. Это No Chains, друзья, от команды Астралис. 4-0. 4-0. Но это было не первое оружие, это были просто пистолеты. Теперь нужно включаться как-то сейчас, стараться на пятом Нави. На самом деле им предстоит сейчас просто титанические усилия вложить в этом матче. Ну, нет, ну на самом-то деле вот пока 4-0 это не страшно. Если с этого раунда команда вот с первого оружейного, за счет того, что зафорсилась там лишний раз. Там же были очень близкие попытки. Да. Можно выбить всю эту экономику, нужно сыграть два подряд, но мы понимаем, что Астралис, и еще раз Астралис, насколько сегодня парни настроены, как они классно подготовлены сейчас к сопернику, у них все залетает, а вот Нави немного не похожи сами на себя, вот тоже, возможно, переволновались. Но давайте пока включаться в игру, потому что, по-моему, все только начинается на карте Overpass, по крайней мере, на девайсных раундах. Есть раскид, есть 5 калашей, без АВП в атаке на этот раз, тут и не хватило бы денег. Ну смотри, здесь вообще очень на буст это все сейчас похоже. Длины вот сразу пошли на длину, знают, что там где-то играет девайс. Конечно, против душевой эта схема должна сработать, но посмотри, какая ровная оборона у датчан. Они уже перегруппировались 2 раза БА, и никто не играл агрессивно в начале этого раунда. Максимальная ответственность продемонстрировано сейчас датской командой. Дюпри отличный поджим. У Нави хороший темп, если честно. У Нави хороший темп, но здесь опять же тоже тайминг. Вот летит флешечка и зажимает Дюпри. Нет, слышит, что по нему стреляют. Тиммейт не поддержал. Хорошая флеш, просто великолепная была от Нави. Все, покидали девайс, он ушел в банк. А вот тут, знаешь, очень непонятный момент. Игроки умирали, но снайперской винтовки не появилась в руках Астралис. Я думал, что девайс с АВП, а он оказывается с М-кой. Без АВП как раз 5 попытка пройти Глейва. Ну, если забирают этот КамАЗ, то это шанс на... Так, ну, попытка, да, попытка, чтобы был тачдаун. Бомба прошла, Мэджиск 1 в 3. Отлично распетляли здесь по стрельбе ситуацию Нави. Бомба, кстати, ставится под машину. Ну что ж, хороший колл от, ну, судя по всему, Дани, вообще от команды Нави. Быстрый раунд по точку А, хорошим темпом зашли. Здесь Астралисы как раз пытались угадать выход под Б, как раз сплит Б. И активно там раскидывались с Б-плента. Мы видели, девайс соло играл без АВП, потом пришел в Дюпри. Но против Нави, когда два игрока на пленте А и вас уже раскидывают, ну, ни одна команда ничего не может сделать. Как-то, да, без снайперской винтовки, да, чем сыграли. Без ничего, вот нельзя, чтобы вот так вот к двум игрокам на плент в упор подходила вся вражеская команда. Тактическая пауза, уважаемые зрители, но, скорее всего, техническая, судя по всему, кто-то вылетел сейчас с сервера, да, техническая.
У Астралис есть деньги на АВП в следующий Да, у раунд. Астралис есть деньги, но у них вообще есть на закупку сейчас, но у них на одну закупку, и та будет не самой ровной, сногсшибательной. Да, там где-то не хватит на гранаты. Но опять же, приоритет второй армор, первый армор, и ты уже неплохо сэкономил. Посмотрим, к чему это приведет. Там этому парню сейчас с плакатом к нему могут прийти. Ну, вот знаешь, датчане, конечно, сейчас понимают. Знаешь, кого последний раз так жестко датчане... А, так на мажоре они очень жестко, помню, обыграли Virtus.pro на этой карте. Но там игра была, по-моему, вообще до последнего раунда. То есть там был очень плотный финал, и поляки могли еще в том самом, можно сказать, легендарном составе перевернуть этих датчан. Но вот там парни взяли верх. Потом, конечно, момент переходного периода после плотной загрузки у датчан, это я про прошлый мейджор, там у них вообще не пошло, но... Какой важный раунд сейчас нам всем... Ну, тут нужно посмотреть. Тут все раунды важные, да. Но сейчас мы понимаем ситуацию. Шанс у Нави остаться с экономикой, если они тащат. Ну а если сейчас защита вновь берет раунд, вновь нету особо денег у атаки. Только что обнулили они взятым этим раундом свою серию проигранных подряд, то есть меньше денег. И это все очень и очень опасно, учитывая то, что 1-0 серии, твоя карта. Ну, и большой кружочек сейчас был. Это кружочек ожидания, все нормально. 3 раунда разницы, Нави взяли 1-0-0-5. Пока что идет у нас электроника. Остальные игроки свои фраги сделали. Ну и вот начало у нас 6-го раунда. Снова через выход на мид. Это граната от девайса. Он с банана только что прокидал. Так, ну и здесь агрессия, в общем-то, на базу Б планировалась от команды Нави в начале. Но грамотная раскидка от Астралис немножко притормозила и поломала планы на Апсвинсер. На этот заход. Возможно, даже вода планировалась здесь, потому что в подвале был игрок. Все. Посмотрите, в этом раунде в глухую оборону просто уходит команда Астралис. Так очень активно там вновь на точке Б. Но модель защиты на самом деле у них такая же и осталась. Один проверяет воду, один в планте, и два человека играют в длину. Да. Только теперь есть АВП у девайса. Единственная разница, судя по всему. Вот именно этой снайперской винтовки не хватило в прошлом раунде против захода на длину. Ну и у Нави немного другой план, но вот после этой флешки план начинает немножечко приобретать смысл, и датчане это также чувствуют. Очень хорошо то, что они сейчас не поджимают монстр, не играют агрессивно на воде, не поджимают спину Нави. Все-таки это финал, это очень рискованно. А на самом-то деле вот эти поджимы, это, конечно, очень классная штука на этой карте. Можно просто передать всю информацию намного раньше. Тройная длина от Астралис, друзья. Это жесть. Если Нави будут делать этот раунд до конца на точку А, то их ждет этот супер гигантский сюрприз. Да, с ним справиться можно, это не фантастика, но... Жаль, у Симпла нет авика, чтобы вот выбить там девайс, да, здесь перестрелять. Попытка прокинуть. Эдвард все еще дразнит Глейва. Ну что, а тут уже главка заходит. Давайте посмотрим. Девайс залез наверх сразу. Все, пошла главка. Остановит ли девайс своих соперников? Минус длина от Эдварда. Отлично, не повелись парни, не пошли дальше. Лонг. Оу, как зарядил электроник. И это надо забирать. Это надо забирать просто без... Ну, не знаю, это блестяще было. Это было блестяще. Самый жесткий заход. Но после этого раунда, отлично там настраивает, конечно, команду из себя Даня Зевс, но после этого раунда Астралис поймут, что против таких команд, как Natus Windsor, как те же Hellraisers, нужно играть по одной схеме, поджимать их, душить на фонтане, играть в подвале, играть агрессивно в шарте, иногда поджимать монстры, тогда, конечно, атаке очень тяжело. Сейчас слишком много пространства отдают ребятам, вот как Нави отдавали улицу на нюке постоянно и вообще там не хотели биться. Сейчас мы видим, главка просто под точкой А отдается. Там один раз буквально пытались играть ребята, и то против пистолетов, и то убежали обратно в плент. Поэтому вот все, уже, конечно, поджимаем. Но, правда, сейчас это просто экономически от Астралис. Да, это просто экономически от датчан. Ну, Нави на самом деле здесь неплохо переломили. Да, отличный раунд они показали, такой заход. Знаете, с молчанием мы смотрели, наблюдали за тем, что происходит, потому что мы знаем, что каждый из игроков датской команды способен индивидуально на невероятные вещи. И этот девайс, если честно, я думал, что он все-таки смотрите, промутится наверх плента и кого-то заберет, но вот нам не показали, что там произошло в конечном итоге. Давайте попытаемся прочитать. Вот как раз вот от Астралис ожидаем этот поджим в следующем раунде на фонтан, а вот может быть Нави на этом фоне сыграть сплит-бэй и ждать агрессию с шарта. Кстати, не факт, что фонтан. Они, скорее всего, попробуют воду забрать. Фонтан здесь им будет очень неудобно играть. Они с начала этого матча уже показали, что не хотят заруб на центре. Мне кажется, они и там будут. Они хотят заруб в позициях. Ну, они все раунды, могут поджать, но они все раунды, опять же, на центре отдавали. Очень важно, я считаю, вот, что в следующем раунде, чтобы круто отыграл Мэджиск. Если будет так происходить, как мы ожидаем, то, что Нави поймут, что сейчас время Б, то, что Астралис, скорее всего, укрепятся, сейчас поагрессивнее их будут принимать. Ну что, перестрел, друзья, заканчивается в пользу Нави. Смотрим сейчас на деньги датской команды, что у них вообще по соображениям на
их экономику будет. Тут все классно. Каппа. Так, ну что ж, да, похоже на одного человека вот из нашей студии. Ну ладно. АВП от девайса. девайса, у всех первые арморы. Дефьюзы, конечно же, мы не покупаем, мы не дефузим. И... Ну все, девайс пошел на смотрим поджим, за там раунд же от Дюпри. Нави. Да, снова отдача центра. Правда, на этот раз они решили сыграть эта парочка Дюпри с девайсом через банан. Они решили не играть больше длину, потому что очень затяжные проблемы испытывают там ребята. Их реально туда втягивают в зарубу, но Эдвард так все грамотно делает, что и не открывается, и демейдж наносит, и защита не может никак в раздраженном состоянии принять базу А. Мэджик в зиге, поджимали пар, и опять уходят. Ну тут уже тайминг, понимаю, Ну, что подвалы их тут двое, да, нужно отступать, но туда перетащите третьего, укрепитесь на воде. Проводу, в принципе, нет, там имеет смысл только в начале. Дальше это уже... Не актуально, это не актуально. Это вопрос лишь одной секунды и одной флешки, что к тебе на воду забежит какой-нибудь бешеный электроник под флеш и всех вас там покалечит. Итак, начинается заход на центр карты. 2-2, 2 длина, проверка душевой. Будет выход на банан. Там как раз-таки стоит та самая известная и мощная парочка. Но в последнюю секунду Нави могут передумать, развернуться и уйти на Б. У них все в таком состоянии перетяжки. И Эдвард насколько аккуратно сыграет. Топнул второй раз, проверил, не увидел. Мэджик уже прилетела неплохо. 47-41 хп остается. И датчане в очень трудной для себя ситуации оказались, сами того не подозревая. Сейчас они думают совсем не о тех вещах, что это перетяжка под Б. Да, они думают, что это очередная затяжная атака на А, но здесь уже идет... Так, все, пошли девайс молики. не в девятке, да, девайс не успел. Сейчас, по идее, смог получит себе. Но давайте смотреть на Xypnix. Он очень неплохо настреливает. Монстр пока что немножечко остановился. Молик на Токсик. Xypnix не горит. Я бы не сказал, что это супер выход. Да, Xypnix не горит. Его пытаются найти прострелами. Ставится бомба. Xypnix. Красавчик! Дает поставить бомбу. И Нави в этом моменте в меньшинстве могут отыгрывать. Ну что же, закрыли. Разменчик. Вдвоем остаются Электроник и Флейми. Есть минус от Флеймича. И 2 в 2. Дюпри, Глейв, Электроник, Флейми. Ну, слышали зигзаг и знают то, что один сейчас на воде. Вопрос только вот к тому, как датчане будут действовать. И на размен должна была быть попытка сыграть, и она произошла. Глейв успел разменять своего напарника в этом эпизоде. И этот раунд остается за датской командой. Нави были близки. Но вот чем чреваты атаки на последних секундах? Тем, что все может произойти. Ну вот Нави, кстати, и ожидали сейчас. По-моему, Нави ожидали более такого массированного там поджима с аплента. Вот и парни посмотрят демку, заметят то, что там было двое, и подумают, что в следующий раз мы сыграем какой-то фейк-фейка. Покажемся под А, перетянемся под Б и вернемся на аплент. В такой ситуации, когда уже девайс будет вне позиции. Ну, сложный матч, друзья, сложный матч и для Астралиса, и для Нави. Напоминаем для тех, кто вдруг недавно подключился, это финал мейджор, друзья, в Лондоне. 1-0 по картам. Астралис забрали свой нюк, ну и сейчас Нави бьются на своем оверпасе. Хотя, понятное дело, Астралис пытаются все закончить на 2 картах. Тактическая пауза. Вообще, знаешь, по ходу чемпионата, то есть почти месяц мы следили за мажором, за командами, мы видели несколько раз оверпас. Сложно сказать, какая здесь половина действительно сильная, потому что команды показывали максимум как в защите, так и в атаке. Поэтому для датчан любой результат в первой половине это будет не приговор. Что мы не видим пока что в игре Астралис в защите? Мы не видим коннектор. Они пока, по-моему, вообще не играют. Да, я же вот сначала карты говорю об этом, что они пытаются. Они даже не хотят его играть, потому что это бессмысленно. И мы не они видим его сыграли. Ну как бессмысленно? Они его сыграли один раз, когда пытались прочитать раунд, что будет заход на воду. Дюпри отдал молику и убежал. Вот это единственный раз, когда они сыграли в коннекторе. Это очень даже смысленно так, ну иногда. Да, Нави понимает, что сейчас тактически важно выигрывать раунд. А вот и подвал. Нужно раздавить экономику, это даст преимущество тебе в несколько раундов, вернет тебя в счете, и ты сможешь потом уже играть против слабой экономики. И вот для Нави как никогда. Самый отличный шанс сделать это прямо Нави сейчас. Топали, посмотри, что происходит. По-моему, Дюпри там чуть ли не... Тафа до конца раунда 25, минута 25. Посмотри, Нави натопали, что происходит. Ты посмотри, там уже просто чуть ли не 4 игрока их принимает в пленте, опасненько. Но они могут туда не идти. Они могут туда не идти. Тут все будет... Это просто какой-то датский капкан. Вот после гранат в датский как раз-таки капкан, который пытался организовать Xypnix. Так, все, монстр пошел, пошла атака, смотрим. Пошла атака, здесь защита готова. Нет, Электроник вырубает Xypnix, великолепно. И сколько их втроем на воде за плентом, вот это жесть, друзья. Как же они там сейчас все
Что за грязь от датчан, друзья? 3-2 размен. Как они разыграли этот эпизод? Simple спасает ситуацию, забирает поджим саплента. Ноги в руки и на. Здесь другого варианта нету, но он остается, подождал. Даня, монстр. Вот этот сейчас, возможно, сработает. Знают, да, знают. Он слышал, что Глейв где-то здесь. Он понимает, что он, скорее всего, с обочкой. Глейв спрятался. Зевс думает, что он стоит именно там. Девайс длину смотрит, друзья. В этот момент Девайс все сразу флешка. ушел, понимает, что ушла бомба. Ладно. Глейвич, не справился, да. Здесь не справился, плохо сыграно. Плохо сыграл эту ситуацию, не пожил. Тем не менее, пытался быть непредсказуемым, и за это поплатился. Капкан что, не работает? И Simple. Simple против девайса вместе с Зевсом. Зевс красный, но это на самом деле даже к лучшему. Ох, как Даня неплохо вправо переместился. Это не читает сейчас девайс и, скорее всего, будет сейвить, друзья. Да, здесь без шансов для него ситуация, он это понимает. 4-й раунд для команды Нави. Надо на самом деле, по-хорошему, его вот сейчас, если Даня забирает, это супер топ-момент, когда ноги в руки забрал, и все. И вы экономически уже впереди своих оппонентов. Так, получается, все, что нужно будет сделать, это вот разыграться, только никак на карте Данюка и ускользнул. Кто закинул якорь? Дюпри, который получил в двери, да, получается? Он там весь раунд просидел в коннекторе. А потом пришел и получил лоб, да. Он не закинул, его ждали, это же предсказуемое поведение. Да, просто не перестрелял. Это был ключевой фраг. Ситуацию Симпла было четко понятно, сколько игроков осталось на, и он знал, что по таймингу уже заходит с Б. Хотя Даня в смысле, с Б со спины. Тоже великолепно прочитал там Глейва в позиции. Он слышал его. Глейв вообще лучше в болоте стоял. Да, он просто когда поднимался, он недооценил, что Зевс остался на той позиции, он думал, что Нави все ушли. Зевс его услышал в том моменте аккуратненько, красиво, в общем-то, они его разыграли. Не матч, а сердечный приступ какой-то. Перехитрили датчанина. Сердечный приступ, это, конечно, я надеюсь, друзья, чил, полегче. Все хорошо, да. Успокаиваемся. Все нормально, красивый кейсик, вечер. В конце концов. Ты сам знаешь, там 1000 раз игроки говорили, что, в принципе, играть не так нервно и сложно, как смотреть за игрой. Как UNK в интервью говорит, когда сыграли, я постарел на 10 лет. Да, точно. Где-то так же. Ну что ж, друзья, Нави готовит ХТБ. У Нави, наверное, знаешь, после первой карты они тоже все постарели лет на 10, а вот эту надо выигрывать на опыте, которые они настарели. Пора уже, да, пора. Посмотрим. Ну что ж, девайс не на точке Б, это хорошо, правда. Но он засейвил ВП, это уже, как ни крути. Какой тайминг для Дюпри? Может, услышал? Это какой-то супер чувствительный игрок. Он чувствует все, даже шорох пикселя. Ну что ж, начинается атака, подсадка электроника. Да, подсадочка, кстати, может сработать. Флейм минус Мэджиск. Горит Глейв, скорее всего, не догорел. Выжил, но он все равно в ситуации. Нет, сгорит. Нет. Его там вышел на позицию чуть подальше, поглубже, минус свой оформил, но на этом его достижения заканчиваются. Так, вот и девайс. Попадает. Ой-ой-ой, 2 красных, но опять же, уже не важно. Девайс 1 в 3, уходит вновь на сейв. 5-5 Нави сравнивают счет. На второй карте. Хочет еще халяву забрать, да. Но у нас 5-5, и это, друзья, крайне приятный момент для всех нас, потому что, наконец-то, Нави начали играть. Единственное, что девайса надо закрывать. Вот да, забрать девайса, и все будет вообще, да не то, что неплохо, все будет отлично. Мы видим деньги команды Астралис, друзья. Там тоже все довольно сложно уже в этот момент, и Нави все-таки удалось показать хорошую серию раундов, надавить на экономику. Где-то, конечно, такие волевые раунды тащились, но, опять же, это финал мейджором. Тут только так. Сейвит Авик девайс. Плюс 3000 остается в руках этого игрока. Ну и потихонечку Нави начинают отыгрываться. Посмотрим, смогут ли найти еще какие-то ключи к этой атаке. Точнее, вот как-то укрепить свою оборону смогут ли ребята из команды Астралис. Все-таки Нави, походу, потихонечку уже понимают, что нужно делать в этом матче. Зипникс 1-2-8. Опять же, повторюсь, сноровки датчанам хватит, чтобы показывать, ну, я не знаю, неконтролируемую атаку. Они это еще на Мике нам показали. Но вот на оверпассе не факт, что она у них будет такая же шикарная, как у Нави. Нави очень сложные раунды разыгрывают. Причем они 2 раза выходили против большинства и 2 раза умудрялись каким-то чудом вот выиграть. Так, электроника будут сейчас выпускать. Так, девайсы поменяли позицию, поставили в шорт. Электроник. Пошел после второй флешечки, все. Девайс ждет. Топ это не услышал. Ну, девайс читает эти флешки. Он понимает, что это либо он уже вышел, либо это будет заход с монстра. И флешки просто на байт кидали. Так, электроник в углу. По идее, у него позиции в преимуществе против девайса. Девайс уходит, оставляет смог. Ну что ж, один игрок у Нави работает по точке, это Эдвард. Тут он только сейчас выходит на шарики там. Даже не выходит дальше, прочекает лонг. Возможно, Нави еще поменяют
как-то свой план в этом раунде, потому что в очередной раз заходить на большое количество игроков здесь на Б. Но не всегда это сработает. Пойдет, сейчас подсадка будет тройная. Тройник, да. Ну, подсадка, конечно, хорошо. Это хорошо, но сделать пару фрагов с подсадки намного лучше. Суспа. Сложно будет, но вон Зевс. Почему? Вон в затылок сейчас. Сейчас Зевс придет, смотри. Он рано или поздно придет, рано или поздно ошибется. А вот он, опс, это затылок. Ну и знают то, что 3 человека на Б. Понимают, Нави, что минимум 3 на Б, один где-то может быть там. Поэтому сейчас действия также разворачиваются всесторонне у Нави. У них остался один люркер под базой А, который начал также шустрить, но врыв на Б от электроника. И подберет или нет? 3 в 3. Забрал пушку, вот это опасно. Как он успел? Как он успел? Один из патронов. Почему, когда ты играешь, кнопка Е не работает, то у Мэджиска вот так вот все классно? Как магнитом, да, как просто? Магнитом, да, просто втянул ее в себя. Я с калашом. Дюпри. Идем выбивать Дюпри. Хедшот Симпла. И вот это уже ай-яй-яй. 3 в 2. Диффузов пока что мы не наблюдаем в руках игроков. Но размен очень плохой. Эдвард 1-2. И смотрим, он вылетает. Его сейчас услышали. Да, Дюпри. его слышали. Он кидает флешку. Девайс его спокойно принимает. Это дефьюз бомбы. Нави! Ну вот третий раз слишком все-таки уже грубо как-то пытались Нави взять этот раунд. Они так все круто сделали. Электроник разменялся. Они переборщили с агрессией. Это же молчаливый Боб, ты видел? Да-да-да. Если честно, я думал, они сейчас развернутся. Вот я верил до конца, то, что сейчас по инфе Эдварда команда возьмет, развернется и не пойдет на этот плент. Все же здорово было. Один люркер под А, выход на Б. Электроник раскидал движуху, которая его аркадила. Все, что нужно было сделать, это чуть пожить. Вот смотрим, кстати, за повтором. Подсадка, конечно, была колоссальная. И вот после этого момента Электроник урабатывает игроков базы Б. Но Нави как-то до конца, по-моему, не определились, кто куда идет. Ну, видишь, тут много вариантов можно было придумать. И самое интересное, Эдвард до конца план так и не продавил. Ему пришлось развернуться и бежать спасать положение. Девайс вот это промазал. Да, первый раз агрессивно играет на поджиме. Даже Нави такого не ожидали. Так, он поджимает опасненько. Что-то меняется там в защите. Ну и уходит, естественно, с этой позиции. Снова датчане попытаются сейчас перестроиться. На длине остается Дюпри с АВП, друзья. Обратите внимание. Это подобранный, да, видимо, авик с предыдущего раунда. Да, да. Авик Симпла, как раз именно он его, по-моему, и вырубал здесь на точке Б. Ну и теперь посмотрим. С двумя АВП можно очень неплохо там поработать по энтри-фрагам, например, если к этому не будут готовы сейчас на Винсеры. Но мы видим, что уже продавил здесь Электроник позицию. Отвлекает внимание на себя, но сейчас это поймут Астралис и начнут свою перетяжечку под апленд. И тут, конечно, опять же, крайне важна стрельба. Сможет ли там Электроник найти свой минус, может, в принципе, с шарта выйти, дать, как всегда, по голове, но этого, в принципе, тоже ждут, как от, я не знаю, Болтса в свое время, который чуть ли не в каждом раунде туда заходил. Да, Болтса ждали. Еще Моди есть такой игрок профессиональный из Швеции, который тоже ходил где-то 3 года подряд, вот из 2012 Просто человек каждый раунд ходит в ЗИГ тебе, вот просто каждый раунд. Ну, нравится ему там. Ну что ж, задумка от Нави, друзья, это раскидка база, но по финалке до конца непонятно, похоже на фейк, но вот из-за того, что здесь игрок в зигзаге, который очень гибко, кстати, сейчас сыграл, он спалил подвал, изолировал ЗИГ, команда Нави, по идее, потеряла шансы на комфортный сплит Б-планта. Придется ну, вроде сейчас... получается, смотри. Придется играть, да, в ситуации, которая не совсем комфортная, но в ответ... Вау! Жестко! Это было жестко! И дальше все, тупик для датчан, отбивается Ксипникс. Ну тут чуть-чуть не доиграли. Оу, вообще жестко не доиграли, получилось. Какая боль, какая боль. Как датчане сумели вовремя подобраться под этот выход. И какой уже раунд на Б не получается? Я уже сбился с толку. Нави нужно ходить на аплент. У них там замечательно получается. Я понимаю... Ну ладно, даже не буду ничего говорить. Заходить-то получается. У них не получается организовать это даже в большинстве. Они просто вообще не фейкуют. Вообще не ну, просто вот подошли. Это был фейк. Они раскидали А, но игрок зигзага, опять же, их уже увидел. Услышал и увидел, Он услышал, увидел. Он понял, то, что это будет не А. Вот мыслит в правильном направлении, но не получилось. Вот вновь не получилось. Это опять же, это сноровка датских игроков. Они на этом чемпионате все эти вещи показывают. Ну, знаешь, я всегда говорил, что у Нави вот на оверпассе всегда лучше всего получается атаки на точке А. Если там говорить про команду там Hellraisers, у них лучше всего получается сплиты на Б, мы знаем, очень классно. Там Карась врывается на воду. очень хорошо получается в Оксик Иса. Вот там получается. Ну, сегодня в Оксик Иса, знаешь, там завтра будет Ангел Бондик. Ну, как бы главное все равно, как работает команда. Кстати, вот по этому плей-оффу 8 команд... Hellraisers — это команда, которая попала на соперника, который их просто на голову выше. Но даже эти ребята умудрились забрать свое, показать свои сильные стороны. Кстати, в этом плей-оффе 8 команд, да, и 2 из них базируются в Киеве. Так, да. Интересный факт. Ну, сейчас, на самом деле, вот по-хорошему, я думаю, в организациях уже
немного по-другому смотрят на буткемпы. В одно и то же место сейчас ребят не возят буткемпиться. Это, кстати, хорошо. Это очень хорошо. Так, Мэджиск, поджим воды, флешка для электроника. И она же его, я флешила. А нет, там в ответ была еще флешка от игрока защиты. Так, друзья, размен флешками и игроками под базой Б. И команда Нави остается, ну, в меньшинстве, если там суммарно считать количество здоровья. Там Котсон и Эдвард, Котсон и Зевс. Но самое главное, живой Симпл и Флейми. Вот знаешь, жаль, что они только что не пошли. Вот не поверили то, что сейчас на В получится зайти быстрым темпом. Как раз бы, по-моему, заходили бы сейчас Монстр Сплит там против двух игроков, которые там в полупозициях убегали. Может быть, и получилось их подловить. Ну что же, отхалдились. 4 в 4 вроде бы, да, есть преимущество у атаки, но мы-то видим ХП. Здесь, конечно, может случиться какая-то неприятная история. И вот теперь уже, да, рискуют Эдварда, отправляют в соло. И, возможно, это сейчас очень жестко зарешает, потому что девайс там, за спиной у него. Но он ждет подвала, и он сейчас может щелкнуть Зевса. Ого! Закрыли, да. Но Эдвард Фленти, подождите, это тоже интересный момент. Сейчас он может здесь наделать видишь, там нужно, чтобы Эдвард первый, да, Эдвард двигается, все, прошла инфа, подай. Здесь идет выход с бомбой на Б, да. Очень круто, друзья. Это самый красивый тактический прием. Но его удалось, опять же, лишь благодаря случаю разыграть. И Эдвард потушил Типникса. Все, база Б чистая. Датчане не понимают, что произошло. Не думают, что это база А. Ох уж этот Эдвард демки-мувики. Да, как они там с девайсом разминулись, это, конечно, отдельная история. Но, в принципе, я, если честно, ждал, что Астралис сейчас все-таки не бросит монстра. Но парни не ожидали то, что вот наконец-то Нави начнут вот так вот грамотно играть. И вот оно, о чем мы говорили до этого. Попытка сохранить снайперскую винтовку от команды Астралис. Еще один Калашников у Глейва. И, ну, АВП здесь очень важно сейчас. Девайсу нельзя без него вообще никак играть. У него очень большая ответственность на позициях база. То есть, когда он уже там приходит и с АВП где-то не доигрывает базу Б, это не страшно. Но вот то, что Нави сейчас продемонстрировали на карте, друзья, это страшно. Датчане такой игры всегда боялись. Да. Вот датчане, я замечу, играли примерно с таким же уровнем сноровки, где микромоменты были выверены и понимание присутствовало на карте Днюк. Здесь Нави пока пытаются как-то, вот не знаю, расшевелить свои мысли. Ну, смотрим за Эдвардом. 16% здоровья. Первый привет, второй. Тут еще, он еще и флешку ему кидал. Но это Эдвард делает грязь, друзья. Все нормально, все нормально. Все нормально, говорит, идите сюда, еще одного приведите. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Вообще, что купили там Астралис? Там такие вот скользкие, в кавычках, деньги. Ну, деньгами назвать. 400, там что-то такое, там даже меньше у кого-то больше, там плюс заселенный авик. Ну что, смотрим. Фамас, Калаш заселенный, 2 эмки. Ну, в общем, закупились парни. 4 вторых армора, 3 набора диффузов. Даже, я бы сказал, что неплохо закупились. Хороший сейф. Вот один бы минус от Нави было бы намного проще. Но не получилось. У самих экономика не фонтан. Да, экономика вот не фонтан. Это тот самый, опять мы видим ту же самую ситуацию второй раз в этой половине, где Нави понимают, что если они сейчас обыгрывают, то потом можно закрыть первый. Но счет уже как бы 7-6. Речь идет сейчас для датчан за 9-6, если они берут этот. Ну а для Нави здесь уже стабильный выход на 8-7. Но 8 в атаке это будет классным результатом. Даже несмотря на то, что... Получается, кстати, по пистолетам Нави выиграли обе пистолетки на карте Нюк и проиграли ее. Со счетом 16-6 получается. Получается так, да. И вот сейчас следующая пистолетка будет очень важна, друзья, конечно. Там будет, да, там будет полный кровавол. Глейв забрал подвал, минус Зевс, и тут уже проходит понимание у команды Астралиса позиционки. В итоге отбиваться все будет на Аплантес бан. Вот все, это... Все. Это месть за Эдварда. Да, это, походу, сейчас будет Глейви. Вспомнил поджимы, то, что, в принципе, в защите тоже можно хорошо здесь поджимать атаку. Точно также есть коридоры, просветы и тайминговые моменты. Минус Симпл. И знает то, что один вблизи. Понимает, что там еще кто-то может быть, но Молик его прогоняет. Дюпри остается прятаться под клумбой. И это самый главный сюрприз, наверное, в этом эпизоде. Глейв со спины. Здесь, по идее, без шансов для Нави. Здесь все. Здесь со всех сторон перекрестный огонь успели организовать датчане. И выбраться из этой ситуации, конечно, будет крайне тяжело. Ждали Дюпри за углом, но ничего с ним сделать не смогли. Парни выходили в сложной ситуации. Ну и ни у кого не залетело. Так, Миша Кейн. Ну, хотел сказать, с болью смотрит. Но нет, все нормально. Спокойно, спокойно. Ну как спокойно? Нервная игра, тяжелая ситуация. Но они на самом деле знают, с кем они играют. Я, кстати, вот тоже частенько, знаешь, наблюдаю на киберспортивных сайтах. Все-таки у нас такое сообщество. Все понимают, что очень много людей могут там свое недовольство где-то в комментах высказать. Но Мишу Кейна определенным образом недооценивает никто. Вот просто никто. Все просто думают, что это просто какой-то чувак, друг Зевса. И реально, реальных... Миша легенда. Ну, о реальных... как бы о реальной его работе, о том, что этот человек вообще делает,
почему-то никто в комментариях не пишет. Вот это мне тоже, это вдвойне интересно. Да что никто не знает. Потому что никто не знает. За то, что Нави играют неправильный раунд, знают все. Вот это самое, что меня уничтожает. Мишу за результат, видишь, тренер, все, отвечаешь за результат. Результат хороший. Какой там объем работы колоссальный проделывает этот человек. Да, кто был капитаном у Зевса Эдварда. Расскажите об этом. В далеких 2003-х там. А у датчан пока несложная ситуация на базе Б, но они начинают чувствовать, что вот здесь где-то сейчас будет засада. И начинают потихоньку готовиться к обороне более агрессивной. Так, что делают Нави? Обычная расхитка, сейчас будет тяжелый выход на точку. Ну как тяжелый и не тяжелый, но можно. Они будут играть против троих. Да, против 3 игроков обороны. Один из них уже находит первого. В ответ Флейми. Так, это уже хороший рез. Если у Xypix еще начнет залетать, здесь будет проблема для Нави. Но давайте посмотрим, чем закончится Молик. Проблем будет, если Кэпы сейчас не пройдут. И вот Кэп это, наверное... А Кэпа проходит, он сам пришел на прицел к Флейми, к Типникс. Во, какой ответ! 3 в 3 ситуация, друзья, 3 в 3 ситуация. База Б пустая, поджимается со спины. Дюпри хоронит первого, второго. И это 3 в 1 для Симпла. Здесь без шансов. Это 9-6 в первой половине. Дюпри еще и бомбу выбил. Ну что же, отомстил Дюпри. Помните, когда его принимали на двери, там Симпл повесил ему хедшот и сложнейший раунд вытащили Нави. Это была месть от мистера Дюпри. И вот она, та самая важнейшая пистолетка, друзья, о которой я вам говорил. Сейчас, если ее возьмут австралийцы и не отдадут форсу, понимаете, счет 12-6, это уже станет довольно нервненько. И... Так, ну вот момент, где девайс первого. Вот меня, знаешь, что настораживает? В девайсе ему кидает молик, он готов ловить второго. Он не будет уходить, он не будет, он будет ждать. И он мог там еще и второго зацепить прямо из молика. Вот при этом я могу повториться, что девайс еще не на пике формы. Он даже не на пике. Мне кажется, даже не вернул ту свою былую форму с АВП, я считаю. Мне знаешь, что кажется? Что у датчан есть одно огромное преимущество. У них все игроки... Ну, во-первых, стабильно мы это знаем, но все примерно одного уровня. Там нет кого-то ярко выделяющегося. Там есть вот роли снайпер, люркер. Команда. Да, команда, реально. Вот они все работают, все набирают. Ох, никто не друзья, выпадает. ладно, пистолетка, аркада, да, сплит. И у Нави уже даже проблема, их просто разрывают под флешки. Девайс, Дюпри, база Б уничтожена. Зевса там сейчас зарежут вообще на графике? Нет, просто забили. Зевса уважают, резать не будут. И в итоге 5 в 1 электроник. Но если он берет этот раунд, это MVP финала. Это получается вторая пистолетка, да, которая не залетает у Нави, и как бы в хлам просто. Вот в хлам. Да, но просто... только электроник. Тащи! Просто... понятно. Просто выключает его девайс. Слушайте, ну датчане разогнались, конечно, уже с улыбкой на лице у них происходят все внутриигровые процессы. Мы видим грустных болельщиков команды Нави. Слушай, ну я не знаю, что Нави, ну сколько, ну пора уже. Вот. Симпл 6 фрагов, друзья. Саня сломался сегодня. Зевс тоже 6. Даже десятку не набил. Ну, вообще не в общем там Симпл, да, он просто обычно палочка-выручалочка. Но вот сейчас нужна команда Нави, чтобы и Симплу было покомфортнее, чтобы он мог показать сейчас за защиту свой авик, стрельбу. Знаешь, у Симпла получается все, и умеет он во все, вот, кроме как вот в финале на мажоре надо. Ну, Эдвард, прыжок в спектаторах, ок. Ну, Magic сегодня старается, единственный из состава, да, команды Астралис, кто не является чемпионом мейджора. Кстати, да, это единственный игрок. Это игрок, который присоединился к коллективу. И он очень хочет стать чемпионом мейджора. Очень спорный в один момент для меня вот был трансфер. Это Глейв и Керриган. Когда их меняли. Так, давайте посмотрим за выходом на Б. И потом эту историю тоже вспомним. Ой, ну тут No Chains опять. Ну, пистолеты, да, к сожалению, не залетели. Все складывается как никогда лучше. Для Астралис. Так, ну Электроник. Настало твое время. Ой-ой-ой. 1 в 2. Одного забрал. Понимает, что где-то здесь еще одного находит. Пули закончились. Пули или не дожал? Пули закончились. У него закончились патроны. Один патрон. Это была бы дуэльная ситуация. Найс трай, Электроник. Красавчик, конечно. Вот повтор от Мэджиска. Ну, просто уничтожил. Смотрите. Вот так вот сразу. Но он уже, это на самом деле фишка не новая, уничтожать оппонента, который чекает прыжком. Тут просто главная задача — это выйти в тот самый тайминг, когда он будет это делать. Вот. И здесь Мэджиску, конечно, не без везения, но со старанием. Не без везения, но со старанием. Мы этот момент засчитываем в копилочку. Да, друзья, ждем первый оружейный раунд. Именно, надо буквально с него сразу включаться. Нави нужно просто вот брать и не давать никаких шансов. Это будет очень непросто. Ну да, другого шанса здесь кто-то в это и не верит, но... Другого шанса здесь и нет. Здесь либо
либо берешься на оружейки и не даешь спуску, либо тебя просто раскусят. Ну, давайте посчитаем. Сейчас, если не берут раунд, скорее всего, не берут, потому что полный экономический. Это 12-6. Дальше мы понимаем, один оружейный, не берешь, не сейвишь, это уже может быть 14-6. И, в принципе, вы понимаете, что может быть дальше, когда уже у атаки будет большая экономика, а ты по-прежнему ничего не можешь потащить. Ну, сейчас смотри, поджим базы Б, вот услышат игроки из подвала. Мэджис кто под воды услышал, так, видимо. Зипникс даст минус? Даст. Минус по флейме. Ну и сейчас будет просто выход игроков атаки на базу А. Simple пытается, ну тут я не знаю, нужно это делать, тут можно и получить. Он уже принципиально хочет. Ждал тиммейтов. Вот это неплохо. Видишь, ждал тиммейтов, поздно пришли. Ну, калашников выбили, в принципе, можно его сохранить, попробовать. Найс трай. Саша затянул внимание, заманил, как говорится, Зипникса, чтобы тут остался в перестрелках. И в итоге смотри, Мэджис в какой ситуации неловко. Он знает, что один в девятке, он знает, что 2 человека проходило монстр. Ну, а датчане также это все понимают, максимально быстро приносит бомбу на базу А, идет уже там установка должна была начаться, да. И просто перекрывают все подходы к точке А. Вот по возможности Нави надо сейчас кого-то еще попытаться убить. Вот Эдвард должен сохранять, Зевсу надо как-то помочь электронику, чтобы они вместе сыграли, но они в разных частях карты. А Мэджис идет за фрагами. Оп, слышит. О, вот это Габелла, друзья. Ну, здесь прочитано, как говорится, Глейв уже готов стреляться, минус электроника. Это единственный игрок, у кого было 100 хп, и, ну, из тех, кто выходил, Эдвард. Все, его нашли-то, он там с другой стороны уже вышел Мэджис, и Глейв прихлопнул с длины, и в итоге и калаш не получилось засейвить. Ну, конечно, Астралис, ну, хороши сегодня, вообще ничего не упускают, практически без ошибок. Это сумасшедший финал для Астралис, там по пальцам, я не знаю. Вот знаешь, кого по пальцам можно их ошибки мне посчитать. сейчас датчане напоминают команду Luminosity. Вот мне датчане сейчас напоминают команду Luminosity, когда был именно состав Luminosity. Чем действиями, чем игрой, чем еще самоотдачей. Они просто как единый организм чувствуют игру друг друга, и каждый понимает, что происходит на карте. Никто не выпадает, вообще никто не выпадает. Ну что же, Нави, пора проснуться, пора включиться. Либо сейчас, либо уже со счета 14-6, что будет намного сложнее. Либо вообще как-то по-другому будут развиваться события. Но давайте просто смотреть и, надеюсь, наслаждаться хорошим КСом. Без АВП в защите первый раунд проходит для Нави. Очень тяжелые гранаты, всего лишь одна каска есть у Симпла. Все на эмочках, Эдвард на свои 20-патроны. Ну и давайте смотреть за тем, что будет делать команда Астралис. Очень аккуратно. Ну, просто пока что играют через дефолт. Зипникс монстр, есть коннектор, и трое пытаются пока что медленно выйти. Важнейший момент, конечно, это снайперская винтовка в руках девайса. И где она будет использована, пока мы не знаем. Но и отсутствие у Симпла. Ну, отсутствие у Симпла здесь уже не так страшно. Это можно компенсировать хорошим приемом. Вдвоем, втроем, например, да, точки Б. Если Астралис понимает, что, скорее всего, авика не будет, то, Нави возможно... сейчас вообще не до агрессии. У них сейчас, скорее всего, в голове вертится вопрос, как же подстроиться. Возможно, сейчас девайс будет агрессивно играть, вот, понимая, что, возможно, против него не будет АВП. Вот он соло-лонг идет. Так, а что? А бомба на Б выходит. Да, бомба перетягивается на Б. Симпл в этот момент на центре остается до последнего. Он на банане будет до конца, дождется окончания дыма и только после него начнет действовать. Симпл сейчас должен давать такой кол, который заставит Нави реально собраться на базе Б. Эдвард, Флейми и Зевс сейчас на Б-пленте. Там уже, да, и Симпл готов выходить со спины. В этот момент, и посмотри, что делают датчане. Они просто, ну, что это такое? Как просто Мэджиск играет сегодня. Ну хорошо, Эдварда можно скормить в этой игре. Это реально, это пешеходные шахматы. Эдварда можно скормить. Вопрос к Симплу. Симпл зашел в спину, минус Дюпри. И все, датчане сразу должны были на него отвлечься. Начинается выход, датчане выглядят немного неубедительными. 20 секунд, уже не вернуться, нужно идти вперед. Да, только. Да, времени уже либо вообще никуда не идти. Времени уже не хватает. Датская команда принимает решение никуда не идти. Нет, они врываются. Они будут в 11 секунд. Миссия невыполнима. Начинается для датской команды прямо сейчас, но их просто перекрывают. И девайс делает последний. 1 на 1 ситуация была с электроником. Все-таки успели. Да понятно, что они не будут за атаку сейвить 4 девайса. Они просто полетели в плент и, как говорится, на соплях потащили этот раунд. Фейспалм от Слэмчика. Он просто вот очень сильно надеялся, что залетит у электроника. Но нет, сегодня пока что работает команда Астралис очень серьезно. Да и, в принципе, вот-вот все закончится, друзья. Это что, форс? Это плохие новости, что вот-вот все должно закончиться, особенно для Нави. 13-6, друзья, датский коллектив. Это, слушай, их надо, знаешь, ну,
их надо вот в смирительных рубашках, знаешь, вывозить на сцену, знаешь, ну не вот подпускать к компьютеру, потому что, я не знаю, они слились с компьютером, если они честно, слились вот, с этой игрой. Февраль, там, март, апрель, мы все говорили про то, что Астралис, наверное, заберут мажор, что они настолько были крутые. Ну, потом, потом как включились Нави, начиная этого с Китая, как начали всех бомбить, там несколько турниров подряд, набрали сумасшедшую форму. Здесь на мажоре играют великолепно. А сегодня вот вновь как перегорели. Здесь, опять же, здесь нельзя забывать, что для команды Астралис, помимо того, что они в гранд-финале, для них еще вот ответочка за Кёльн залетает. Полуфинальчик. Да. И опять же, это выводы. Мы видели такой же маппул, просто карты играли с другим образом. И датчане, кстати, показали сверхстабильности, потому что там они выиграли 16-6 нюк, здесь они сделали то же самое. Да. Только более грязным способом, со многими моментами, которые были, как говорится, лака-малака. Все, тут уже надо включать какую-то волюшку. Педаль терпения в пол, друзья, сейчас должна быть вот у команды Нави нажата. Но я не знаю, они должны сейчас играть как монумент терпения, никто никуда не должен вылезать, хотя, может быть, это будет даже очень, не знаю, в лучшую сторону скажется. Так, посмотрим, есть поджим от Эдварда. Флейми будет его, видимо, прикрывать сейчас, потому что Эдвард там с диглом, есть у него смок, и в общем-то, все на этом. Вот, кстати, к нему и пришли, он уже дает информацию. Кстати, Флейми, нет, никак не помогает сейчас. Тут Эдвард соло просто. Сейчас Флейми придет. Приземлили, да, на воду. Ага, Флейми пришел. Ну, здесь перекрестку уже датчане образовали, врываться не получится. Вот Электроник раздобыл себе сейчас девайс. У него, кстати, непредсказуемая позиция. Они с Зевсом могут сейчас попытаться поменять полностью ход этого раунда, если все получится. Так, Симпл уйдет или нет? Симпл... Они боятся идти. Я по поводу лонга, там девайс сейчас выходит на Симпла, и тут очень важно... Да ладно! Да, микромомент, и вот эта теория. О, какая банка! Это 4 в 2, друзья, выход бомбы на базу Б, не на базу А. Ну, конечно, девайс у нас еще попробует сейчас немножко удивить и подержать под напряжением Нави. Нави приходит на точку А, но дальше нет никакого выхода. Электроник... Да, под флешечку все делают. Успевают там хоть? Да, успевают. Это на карте Денюк Нави не успели, а здесь все как надо. И смотри-ка, это 14-й раунд для Астралис. Что будут делать сейчас Астралис? У них, посмотрите, опять пойдет ли кто-нибудь искать пацанов или нет? Или все-таки лучше спокойно отыграть, потому что еще далеко до победы, только 14-6, в смысле, эти 2 целых раунда. И все может произойти уже. И не такое видел Зоник в матчах против Натус Винсера, поэтому лучше играть просто на 1000% в этом финале. Знаешь, что вот самое обидное? Играть так круто весь турнир и выдать такой вот не самый свой лучший перформанс, опять же, в гранд-финале. Ну, пока что, да. Мне кажется, что это другая теория, да. Астралис просто проплатили премку Габину. Все. Вот 2 варианта у меня есть только на этот матч. И у Нави это уже, кстати, не в первый раз. Но есть еще один вариант, Астралис просто сильнее. Ну, это уже... Но мы смотря в какой день, но в этот явно сильнее. Да, вот ты это абсолютно смотря в какой день, но в этот они явно сильнее. Ну и тут вопрос настроя и вопрос, опять же... Да, сядь, сыграй завтра такой же финал, кто его знает, чем бы закончился этот финал. Ну а пока что 2 раунда до победы команды Астралис. У Нави последние шансы вернуться в игру, еще побиться здесь на оверпассе. И может быть, еще мы посмотрим с вами 3-ю карту, но это будет легендарно. Я уже на 100% скажу, даже с счета 14-6 это будет очень круто. Если будет камбэк, да? Да, это просто жесть какая-то. Так, Симплелик на центре. Ну, можно за какие-то раунды зацепиться. Неужели все настолько идеально у датчан? Они должны ошибаться, они же люди. Коннектор, там будет сейчас контакт, возможно. Ох, как Симпла проштрафили. И он уже отсюда может не уйти. А тут и Электроник, вот едва и 2. Второй врыв. Блайнди Зевс, но делает минус по Дюпри, забирает Глейва также. И это 3 в 4 Нави в большинстве. По-моему, они впервые размен в большинстве получили. Тут Гзипникс идет просто убивать. Мне кажется, он сейчас просто в зиг пойдет. Вот просто вот на шифте за Эдвардом он идет. Он идет его вырубать. Он говорит, пацаны, подождите, он здесь был. Дайте мне чуть-чуть времени. Или нет, все-таки перетягивается сюда бомба. Причем посмотрите, как становится Эдвард под правую стеночку. Да, там очень грамотная позиция. И, ну, флешка только единственное, что помешает ему отыграть. Флешка от девайса. Да, будет флешка, но поздняя. Или вообще уже не будет. Да, уже просто не будет. Ну и тут уже заход 2 в 4. Эдварда разыграли. Здесь 9 и без шансов, конечно же, для Ксипникса. Но здесь ты никуда не посмотришь уже в такой ситуации. Хорош, Нави не отдают. Это очень важно. Сейчас не отдавать 15, не терять. Ну, это было бы практически все, наверное. ГГшечка, только волевуха бы спасала команду. Да, тут пытаются браться. Датчане, конечно, здесь
остаются в ситуации экономически все еще играбельные, поэтому Нави, по сути, ну это как вот капля в море этот раунд. Здесь нужно брать 3 еще подряд, чтобы действительно заставить соперника немного испугаться. Для Астралис это может быть чемпионский раунд, мы все это понимаем. Берешь сейчас у соперника, ну, у Симпла будет там 3450, ну, плюс-минус там по фрагам, если будут какие-то. У Эдварда чуть будет, но у нас 0 в Флейме, Зевс 0, Electronic 600. И, в общем-то, если потерять все девайсы, вы понимаете, это будет ГГшечка. Ну что же, Симпл, давайте посмотрим. Играет агрессивно в коннекторе. Тут прочекал все-таки его. Мэджиск обыгрывает, отличный стрейф, надамажил. В итоге отпускают Симпла. Симпл понимает, что может быть перехват с шаров, поэтому внимательно играл этот ход. Так я не понимаю, все-таки будем Б выходить, либо все-таки будем продавливать длину? Датчане играют, опять же, на контроль карты все так же, как и было. Захватывают, можно сказать, большую часть карты, заставляют Нави закрыться в пленте. И Нави перестраивается под лонг. Благодаря паре вот таких опорных позиций, как сейчас, которая сейчас у Дюпри, опять же, душевая, под длиной, это может очень много информации дать. Если, конечно, Нави будет аркадить, но они не аркадят, они максимально дисциплинированы. 3 человека на 2 человека на Б. И Астралис готовят первые атакующие шаги. Как раз таки, да, это фейк на плент. Это фейк на плент, пока напоминает. Скорее всего, на Б будет перетяжка, судя по позиции Кзипникса. Ну, давайте посмотрим. Конечно, на Монсе никто не оставался. Может быть, парни не рискнут, может быть, просто в лоб пойдут сейчас. И причем через главку, а не через лонг. Кстати, да, позиция силы у Астралис здесь может сработать. Они действительно та команда, которая умеет делать сильные выходы. Все-таки не фейкуют. Без преимуществ. Симпл. Минус девайс. И Смаков рискованно выходил. И здесь супер засада на пленте. Здесь просто грех сейчас не отбить эту атаку, но Глейв уже пронес Зевса. Знают про Симпла. 2 человека на длине. Да, нашелся Симпл, включился Электроник, но бомба успела встать в позиции. Успели быть заняты игроками атаки. И вот теперь на 3 в 3 надо что-то делать. Эдвард! Очень важный был момент. Дал забрал Дюпри, но не смог справиться с Глейвом. Зато Флейме не разочаровал нас. Выбил очень важного игрока на пленте. Последний Глейв играет флешка Калаш. Игра против бомбы на дефолте. Бомба в дыму. И да, он даже не рядом. Он даже не рядом. Надо забирать в этом раунде. И Нави это делают. Вот это под просто для Натус Винсера, друзья. Симпл, да, вся команда молодцы. Там, конечно, там вот Электроник, по-моему, очень супер тайминг словил. Он, во-первых, сказал про плент и успел предупредить. Он сначала не увидел игрока в углу, но успел увидеть, как он ушел за машиной. Если бы он про него не сказал, это была бы полная габелла для Флейми. Он бы даже бы вот до мусорки до этого не дошел. Ну, Флейми там с прострелом тоже вышел с авиком. Ну, он уже знал, где соперник. Вот да, опять же, благодаря Электронику. И здесь мы видели действительно четкое взаимодействие от Нави. Минус деньги для Астралиса, раунд с ИЗшками. Но это тоже может быть опасно. Быстрый фаст, что ли? Быстрый фаст. Нави, в принципе, должны ожидать сейчас такого поведения. Быстрый фаст, да, ну ладно. Просто быстро на Б. Здесь уже есть врыв, и надо с такими моментами справляться. 2 с монстра, Ксипникс, минус АВП. А вот то, что АВП отдали, это плохо. 2 в 3. 2 в 3. Зевс попробует сейчас не дать сыграть Ксипниксу. Ксипникс. Не попадает с АВП. Ну, все-таки не снайпер команды. 2-й раз не попадает, 3-й раз не попадает. И в общем-то, все. Да. Дайте авик. Не вышло. И Нави начинает потихонечку играть в камбэк. Вот сейчас они должны уже поверить в себя. Ну, надо, без ошибок, парни. Просто не давать шанса, не давать продышать, там, отдышаться с соперником. Астралис нужна пауза, если честно. Ну, посмотрим. Возможно, Зоник считает по-другому. То, что паузы, возможно, еще пригодятся здесь на карте Оверпас. 14-9. Астралис впереди, Астралис лидирует. Реально проблему, вот если они сейчас оружейный проигрывают, это я про Астралис. Там 100% паузы и одни глоки. И опять же, для них тоже проблем нет. Сейчас деньги, кстати, последние. У Нави денег тоже будет не особо много, если они сейчас уступят. То есть они с огромными потерями берут раунды, которые... Но опять же, у Астралис серия проигранных раундов подряд. Они скоро могут выйти просто на 3-400, там ставишь бомбу, оружие. Там концовка даже может быть просто очень сложная. Концовка может быть вообще супер потной, особенно для Нави. Просто будут постоянно девайсы у соперника. Так, это ну тоже датчане сложно. Смену стиля игры нам демонстрируют. Причем они вообще кардинально поменяли все. У них один человек остался смотреть аркаду Б, что, в принципе, нормально, и это классический. А вот 2-2 будут выходить в медленном темпе на мид, где-то примерно на минуте тайминга. Да тоже такой дефолт. Даже втроем, да. И у Нави как раз-таки под этот раунд очень четкая схема. Очень близко играет Электроник, причем он играет с велосипеда один в единственном числе. Ну и будет, да, принимать длину и, конечно, поджимать с длины, соответственно. Возможно, конечно, еще переместиться там через душевые, походит, играть. Но тут, конечно, вопрос как Симпл, если он сейчас есть. Надо ловить, да. Ловит Дюпри на перетяжке. Не понимают сейчас датчане, откуда прошел этот фраг. Так, наказаны.
Так, в этот момент бомба потихонечку по коннектору перемещается по точку Б. Там даже пытался чекать только что Эдвард. Пошел поджимать Электроник в спину. Уже смещается Зевс на Б-плен третьим игроком. Совсем скоро может и Симпл здесь четвертым оказаться. Да, уже услышали шумы под Б, да. Отлично, пока что все складывается для Нави. Вот тут у датчан есть один маленький нюанс. У них есть дымы, у них есть 2 молика, и этого... И 1 флешка. И этого вполне хватит, чтобы попытаться хотя бы открыться. 25 секунд начинается атака команды Астралис. Здесь 4 игрока Нави, нету только Электроника. Оу, Эдвард, как же ж так ты ошибаешься? И в итоге разрыв базы Б. В плент успевает просочиться Симпл, но его находит Типник. Типник давит дальше, забирает Зевса. Электроник 1 в 3, друзья. Вот она, настоящая крепкая атака датской команды, которая, ну, просто, ну, на голову выше. Ну, вот Нави так не атаковали в первой половине. Ну, задавили просто точку. Реально, ну вот датчане такой перформанс демонстрируют. Они просто сильнее. Они просто сильнее. 15-й раунд в копилке команды Астралис, друзья. И каждый из игроков команды Нави, кто стоит на Б, каждый попытался как-то красиво сыграть. Эдвард пытался в зигзаге оборону наладить. Симпл попытался промутиться в плент, удивить. Кто там еще был? Там, по-моему, еще кто-то в воде был. По-моему, да, Зевс в воде. Это я не знаю. И никто просто не убил Ксипникса, который разобрался со всей этой защитой вместе с Мэджиском. Это основная перестрелка на базе Б, к которой Нави, казалось, были бы готовы, но готовы не были. Минус Электроник. Ну, свистать всех наверх, наверное, так говорят, да? Это 15-9, друзья, это ничья для Астралис, это матчпоинты. 6 чемпионских поинтов. И у Нави нет денег, друзья, там 1800, 1650, 2650. Да, трудно что-то сказать в эту секунду. Фанатам команды Нави там как-то подбодрить. Ну, просто не пошел сегодня финал. Ну, вот вроде бы дали такую попытку закамбэчить, но... И казалось, сейчас раунд был классный, да? В большинстве уже понимали, куда будет атака. Вроде бы и принимали, но не тут-то было. Не тут-то было, да. Не тут-то было. Тактическая пауза от Нави. Спасать. Но мы понимаем, что это спасительная пауза от Нави. Это последний... Ну, оттягивают ребята. Ну, сбивают немножечко темп. Ну, слушай, знаешь, датчане, видимо, хотят попасть в книгу рекордов Гиннесса к концу этого года, потому что если они еще какой-то турнир выиграют до конца этого года, ну, там уже, по-моему, знаешь... Несмотря ни на что, мне кажется, у Нави все хорошо. А еще 3 года назад, друзья, шведский КС был примерно такой же, как сейчас команда Астралис. Нет, вот, мне кажется, все хорошо. Просто перегорели в этом финале, не пошло, где-то перенервничали. Команда хорошо играет. Как с Luminosity в Коламбусе. Как с Luminosity вот против Астралис вчера там тоже не пошло у ребят. Ой, не Luminosity, а Liquid. Liquid, да. Точно такая же была история. Но сейчас, опять же, можно еще... Не, ну как не пошло, просто это очень жесткая команда. Это датчане, это очень жесткая команда. Здесь просто Нави даже свою игру не показали. Есть еще, кстати, один момент. Очень многие команды с Европы, включая и Астралис, остальных, они не тренируются с Нави. Просто не тренируются. Вот друг с другом тренируются, а с Нави нет. Ну, так это было всегда. Так было всегда, да, но тут уже это выглядит... Теперь мы видим, почему они не тренируются. Ну, в смысле, первая команда мира сейчас там будет тренироваться со своими главными конкурентами. Да нет, понятно, что нет. Пока, понятно. ребята, но и увидимся в финале. До 3-й, до 5-й тоже не готовы. Вот Нави, например, играли очень много с командами с СНГ во время буткемпа перед этим чемпионатом. Об этом я, кстати, в интервью прочитал. Да, они в хорошей форме, но Астралис, по-моему, они уже, знаешь, они перешли потолок того, что такое форма в Counter-Strike. И показывают, что такое показывают, что такое играть. Что такое тактики, психология и полный там настрой на финальный матч. Ну что, 4 в 3, заготовочку в подвале раскусили абсолютно спокойно. Электроникой разыграли с разменом. И у Астралис здесь уже формируется, наверное, финальная идея, как атаковать. Времени все меньше и меньше. Simple, Flame Upland на Б у нас пока что. Все пытаются угадать. Да, Нави пытаются угадать. Но здесь единственный, конечно, вариант это... Смотрите, сейчас выходит Зипникс на точку и говорит, тут никого, ребята. Да, 20 секунд и все. И они просто сразу раскидали базу, а ушли на Б. Зипникс такой, слушайте, действительно никого? Возвращайтесь ко мне. Он ждет поджима, да. Если нет поджима, то это либо... какой-то супер холд на Б, либо все ушли на точку А после небольшого экшена. Эдвард промутился в дым. Но опять же ждут от него этот мув. Услышал Глейв шаги и сделал минус. Ну что ж, 2 фрага до чемпионского титула Астралис. Второго. Да, второго. За историю команды. Привет. Ну что, Саня, давай, Саня. Это супер рейдж просто от Александра. Это 2 в 2.
Ну, нет дефьюз китов, еще тоже очень важный момент, это надо понимать, поэтому здесь нужно рискнуть, поверить в себя. Ну, пытаются одну позицию сыграть вдвоем, в итоге не выходит. Симпл, и нет, Типник забирает последних оставшихся в живых двух игроков команды Нави. Астралис становятся чемпионами Face It Major Лондон, друзья, и мы их с этим поздравляем. И вот мы еще в шоке от того, что произошло с командой Нави в этом гранд-финале. Ну, я думаю, будет много интервью, много постов в социальных сетях. Ребята расскажут, что произошло. Но мне кажется, вот самое главное, то, что Нави, ну, как-то не знаю, по-моему, боялись соперника. По крайней мере, слишком опасались каких-то жестких действий. Слишком зажато как-то выглядела команда. Друзья, вот напишите, что вы думаете. Твиттер существует. Да, друзья, twitter.com/TafaTV, twitter.com/SLFMTV. Ну и всех, кому интересно, в офлайновой обстановке обсуждаем финал, но уже в моем инстаграме. Браво, Астралис! Режим максимального расстройства сейчас. Зевс не ожидал, спасибо что это произойдет. Зевсу, спасибо Нави. Еще раз хочу повториться, классно играет команда. Нам даже операторы сейчас не показывают, потому что, поверьте, это для команды, которая так в себя поверила, которая прошла такой путь до гранд-финала, которая смогла преодолеть все трудности, получила в финале Астралис и сыграла с ними хуже, чем полгода назад, там чуть меньше, да. Ну, обидно, да, это обидно, и эти киберспортивные слезы Зевса и этот фейспалм, его можно понять. Вот, да, Но Задачан можно порадоваться, друзья, Мэджиск. Ему дают поднять кубок, как я понимаю, впервые он становится чемпионом мейджора. Ну и команда Астралис, браво, парни, вы лучшие здесь, в Лондоне, и по-прежнему лучшая команда мира. Да, ну посмотрим, друзья, конечно, еще до конца года, что нас ждет. Там есть интересные чемпионаты, включая Стар-серию, но там не будет Астралис. Такая реклама Стар-серии. Ну и мы видим то, что на сцене происходит, что происходит в конце любого турнира. Это награждение, это конфетти, это безумные аплодисменты. Ну и, конечно же, вот... Это радость и слезы. Обещали нам какой-то супер-анонс, но, видимо, это не этот супер-анонс, как я понял. То есть нам еще до супер-анонса жить и жить. Да, значит, будет еще какой-то. Да, значит, будет еще какой-то, но это уже, скорее всего, будет разбирать наши студии аналитики, друзья. А пока хотел напомнить для вас гранд-финал этого чемпионата комментировали Тауфик Хидри, Игорь Сопов и вся студия КССЛ ТВ. Огромнейшее спасибо всем нашим обсерверам, всему нашему стафу, кто был, ну и нашему добрейшему режиссеру. И самое главное, звукорежиссеру тоже огромный респект. У нас новый звукорежиссер, и мы очень этому рады, друзья. Ну и перед тем, как мы перейдем к аналитике, мы, в принципе, должны были попрощаться, но вот мы уже как-то так поторопились. Да, в принципе, можем уходить потихонечку на рекламу. Друзья, еще раз спасибо, что были с нами все эти дни, недели. Ну и, конечно же, еще раз спасибо Натус Винсера за их игру. Все нормально, парни, мы по-прежнему в вас верим. Не пошел финал, но это не повод. Это не повод, да. Это по-прежнему топ-2 команда этой планеты. Это просто момент, когда ты должен понять, над чем стоит действительно поработать и уже добить эти поинты. Ну, ничего страшного. Я думаю, еще будет куча чемпионатов, где парни смогут взять реванш. Уже в следующем году будет мейджор. Все легенды здесь. И, в общем-то, давайте переходить к нашей студии аналитики, друзья. Спасибо еще раз, что были с нами. Команда Астралис доказала, что наступила, точнее продолжается их эра. Мы поздравляем новых чемпионов мейджора. Браво, заслуженная победа, легчайший гранд-финал, если смотреть, по крайней мере, на счет. Как оно было на самом деле, мы обсудим немножко позже. А сейчас давайте поздравим ребят и послушаем, что они скажут после победы. Мэджис, о чем ты сейчас думаешь? Я так счастлив. Спасибо команде, спасибо, я так им благодарен, что они дали мне возможность играть с ними и играть на таком уровне. Спасибо всем. Ты невероятно играл. Это не только первый твой кубок мейджора, но и первый гранд-финал мейджора. Я очень сильно нервничал до старта игры. Я пытался послушать музыку, расслабиться и надеяться на то, что мы покажем хороший КС. Вчера после победы над Liquid
Дюпри сказал, что вы поднимете кубок. Как это? Почему вы были так уверены? Мы очень хорошо готовились к этой игре. У нас отличные, невероятные фанаты, которых мы слышим постоянно на протяжении всех игр на сцене. Теперь вы в числе команд, которые взяли несколько раз кубок мейджора. Что это для вас значит? Это очень много для нас значит. Это отличная команда, и мы так далеко зашли. Это только начало, я надеюсь, у нас впереди длинный путь. И это невероятное чувство играть в такой команде с моими тиммейтами. Давай поговорим о матче против Нави. Вам удалось закрыть игру со счетом 2-0. На чем вы фокусировались? Мы хорошо играли. Мы хорошо готовились, были подготовлены. Мы не боялись команду оппонента. Навязывали свою игру. Мы проигрывали некоторые глупые раунды, особенно на карте Нюк. Но мы выиграли, и я счастлив, не хочу об этом думать. Что бы ты хотел сказать этой невероятной публике? Спасибо. Спасибо, ребята, что вы сделали этот момент еще более незабываемым для меня. Спасибо моей команде. Слова благодарности. Дамы и господа, еще раз поддержите ваших чемпионов Faceit мейджора. Поздравляем команду Astralis. В любом случае, как бы мы ни болели за Нави, все СНГ их поддерживало, но здесь команда из Дании была сильнее. Так ли это, друзья? Что, вы рады? Да никаких вопросов нет. Вообще Astralis полностью заслужили эту победу, но она для них получилась даже как-то слишком легкой. Жаль, конечно, с одной стороны, что мы так и не получили какого-то супер захватывающего гранд-финала, что все-таки Нави оказались значительно слабее своего оппонента сегодня. Но ничего, это не последний мейджор, все еще впереди. Не знаю, Нави хочется все равно сказать огромное спасибо, потому что то, что они дошли до финала, то, что они были в такой хорошей форме, то, что они действительно могли выиграть этот чемпионат, это уже достойно очень многого. Да, чуть-чуть не получилось, но сегодня не Нави были слабенькие, сегодня просто Astralis были нереально сильные. Да, сегодня был просто их день, и это понятно. Буквально несколько каких-то самых простых, банальных вещей, которые использовали Astralis на этом оверпассе. Это, просто, например, они кидали смок в монстр за КТ каждый раунд практически с КТ-респауном, прямо на первых таймингах. И это позволяло опорнику Б, Зитмиксу, который очень долго не мог там много фрагов за КТ настрелять, но выполнял при этом максимально полезную функцию. Он сохранял смог до самых последних секунд, и все эти выходы Нави на поздних таймингах все равно